Marshall olmasa İbrahim Karini oldu. Ne olsa öyle. Лички что, вдался там на красиво. Судовой эраш из вебусур бумяч приходу чувел вор тинкуматься эльер судовой обидеться, да чего он вышел, я не знаю. Мне просто возникли негативные отношения и уже я полностью я написываю больничный и поанкируюсь. А негативно, Сашки, с Эйлерсинг, да еще дуэ Эйлер. отцелуйтесь. Он просто выбрал, что я понял, ввиду того, что вот этот негатив льется изо всех утюгов. Войдет что, значит, почему одну врач, значит, на их там что-то было. Сашки, Знания, что высказал. знания все евреев в бара. Ой, русский левацо. Тащить, да цею куайлен, даже куайт, традет сани, ночью усуцен. Сёлцен, ночью вообще бац. Если халха царил, если я царил. Тиеш, дается. Tiesas Marshall düşüyor masaya gaz. Var bir tane bu sol hizmet derliyor. Его целых дарк. Если швеца ходю определенный метод. Давай inanılmaz. Давай. Юг орг элве вош форчу эл бокула эцадык кэчтэрдэрсун. Суна И за вот духэчэн хаехал. вот да, амод езда. Терду цацада верват цочах оли цацяхан методоли зэкъисус. Auzu billah, auzu billah. Marshall думаса. Marshall. Да, Marshall. Куда что вы? İbrahim. Вот скантан гутуа на 150 евро. 415. Чью пользу? Садуа. Marshall думаю, В рассрочку мегафон. Чью пользу 415? А? В пользу кого его надо штрафовать? Не в пользу кого-то оштрафовать за проступок. Это невозможно. Превышение служебных полномочий. 415, это невозможно. У него 12 поколений евреев. Национализм. Метр цавякш. От знания. Ох, ну. Первый и последний. 12 поколений. Нох чуватель целоус. За ДНК тест чук модиел. Уж сатун чуту сдать. Свободила там минута халдила садаваться язык. Издатин, короче, нох чуватель ждок лиру орсо. Бог дует зорку до 12-го коления жуктиву мубаха. А их признать. О, Мечадина си признать. Харсти кундуса. Далки лохи. Чучу чуко. Леха, дистик аворах. Кудер из... Это как Макс ничего не помнит. Сейчас дистик. Леха Гокста гующец опять я не знаю, может он так понял, с лириком целый вообще. Леха 5 чувачанца. Не понял. Хохер он так ёкш, хот анисца кеттон. Müsli kılıç masayı. Да, увидел. Zor pek yok. Ama şavik lamaz deş. Az davat deş. Mu О, сош дава, ты гладух чувол.
Ламаз дал Кабл Цаду, зачем лишнее время тратить? Deva, مش hayatında diye Muhammed. Diyebilir ya. Я ехал дождаться, вы же лицемеры, вы же не мусульмане. Вы же не верите ни во что, вы же верите только Свободный и... бардак. Бардак. Давай еще инициация. Эфир стартанут. Цадына как бы здесь. Разогрев идет. Мухаммад Альфред Фатих. Аль-Фатима. Освободить Константинополя. Освободитель русских земель. Что за проблема? Что за негодование? Да нет никаких проблем. У меня тем более. Ибраим, эсэмик, Это порвать. он проблем, наверное. Сувой значили на ос. У меня нет проблем. У вас проблемы, да? Хози ваши. Мухаммад Аль-Фаузан, вы как вы относитесь? Я не Аль-Фаузан, я не птичка, фазанчик. Ну, Аль-Фаед или как там правильно? Я просто... Не Аль-Фаед, Аль-Фатих. Я вообще-то Мухаммад, просто дальше это специально для исламофобов, для нехристи, жидомасонов, для византийцев, для греков, да, исламофобов я делал так. Как раз сегодня у нас тема, мы хотим объяснить, что происходит, что за проблема, вот этот всемирный заговор жидомасонский, или как он там называется, правильно? Я правильно его назвал? Мухаммад Аль-Фатих, я думаю, вы профессионал в этом деле. Вот как раз по теме вопросы вот возникают. У вас, Мухаммад Аль-Фатих, какая вот лично у вас какая проблема с евреем? Вы могли бы четко обосновать свою позицию? У меня с евреями нет никаких проблем. А у жидов есть евреи, есть жиды, сионисты. Не люди, Можно спросить? изгои. Подождите. Вот у них проблемы со всем человечеством, цивилизованным человечеством. У них Можно проблемы. спросить? Мухаммад Аль-Фатих, вот это жидомасоны, это правда, что они хотят исказить ислам, они работают против ислама? 415, подождите, пожалуйста. Да, смотрите, то, что сегодня 48-го года, это не евреи. Да, евреи знают. Подожди, иудеи, евреи. Мухаммад Аль-Фаед, вы сейчас сказали. Да не перебивай. Да елки-палки, 415, одну чашу. Я вас буду сейчас выключать всех. Зачем это балабольство здесь? Мухаммад Аль-Фаед, вы сейчас сказали, что лично у вас нету проблем с евреями. Но у евреев есть проблемы с цивилизованным миром. Вы не являетесь частью цивилизованного мира. Кто вы такой? Я еще раз тебе говорю, есть евреи, есть жидомасоны. Жиды, сионисты. Да хоть жидокальсоны. Они, вы сказали, там нету равенства, тождества нету. Еврей это еврей, иудей. А жидомасоны это не люди. Не во что. Да как хочешь, можешь их называть. Я имею в виду, когда ты... Когда у тебя спросили... Мы не люди. Ты не слышал, как Геровин говорил? Мы... 415 база, ответьте. Мухаммад Аль-Фаед. Смотрите. Вы сейчас сказали, что у вас нет проблемы личной с евреем, а вот у евреев есть проблемы с цивилизованным миром. Это что означает? Вы не есть часть цивилизованного мира? Вы как бы отбросок общества или что происходит? Разъясните. Исламский мир. Мусульмане. Вы в корне ведете неправильно диалог. Вал вытащи из ушей и внимательно слушай меня.
Я Мы начнем... сказал, я Кавказин, понятно, естественно, очевидно, что я цивилизованный, да, из цивилизованного общества. Но ты этим не являешься. Ты такой же, как этот жиды. Уродина без родины, бегал. Тогда какие у вас Который, да, проблемы крыса, с да, так называемыми... лежала, как только начал ковчег. Смотри, ты там грубишь, я не знаю, ты выпивший или как, но мне без разницы. У нас просто вот интерес понять вот эти все борцы с вот этими ветряными мельницами, которые тельняшки рвут на себя и объясняют, что жидомасонские какие-то всемирные заговоры есть. Мы хотим понять, вы можете нас тоже, чтобы как бы разъяснить ситуацию, чтобы мы тоже поверили в это, то есть какие-то доказательства, что-то привести, что происходит, мы хотим разобраться. Вот я, в частности, хочу понять, где этот жидомасонский заговор, из чего он состоит, как бы, где можно его аргументировать, привести какие-то доводы, что вообще происходит. Потом я, если вы мне объясните, я тоже согласен, если негативно или отрицательно, негативно там что-то происходит в этой среде, я точно как и вы готов в негативном свете там свою четкую позицию выразить насчет этого. Давай, вперед, вам слово. Ты балаболишь, да, и не хочешь слушать. Ты слушаешь не понять, а чтобы ответить, как говорится. Ты не слушаешь, и ты балаболишь, задаешь вопросы Нормально, да, вот я и не даешь ответить. И как будто, когда я тебе конкретно вещи говорил, ты мимо пропускаешь, переворачиваешь. Объясняю тебе, там много составляющих факторов, да, моментов. Но одно примерно скажу. Заговор, да, тотальный контроль, циферизация, да, чипизация. Везде по всему миру, во всех странах идет, да, цифровой рубль, цифровой доллар, ну, валюты там, то все. Все это идет из центра жидомасонов, всяких лож, французских, да, с Франции там. В России также они есть. Мухаммад, конкретно вас чиповали евреи? Нет, меня да, нет. Или доллары у вас. Это тебя там задница, наверное, да, вот чиповали. С долларами проблема у тебя? Подожди. Если ты будешь грубить, ты не будешь здесь говорить. Мы нормально общаемся. Даже если хочешь что-то, сказать какую-то позицию, без грубости высказывай, давай, нормально. Если ты это самое, не где-то в Нижнем Тагиле жил, нормально. Окей, война, примерно, уважать собеседник. Пускай ты там что-то высказываешь, но придерживайся там культуры общения. Пожалуйста. У тебя там гуси, все, да, вместе перемешано. Свиньи, гуси, да, га-га-га. Ты его нахрен, дурачка. Какой Нижний Тагил, о чем ты? Что ты несешь? Я хочу понять, Даня, вот эти вот все бойцы Газазат, которые борются с каким-то жидомасонским заговором всемирным, они вот такие вот все, как вот этот Мухаммад Аль-Фаед. Или что там есть? Здесь есть кто-нибудь, кто может объяснить вот этот заговор жидомасонский, вот таких, как он. Пригласите, Закаева пригласите, Кутаева. Вот люди, которые сидят, микрофон занял. Люди, которые сидят, как Закаев, как Кутаев, как Тузик Абдурахманов, как мысли армяна или ислама, как его правильно. Вот эти вот люди заполонили весь интернет со своими бородами, там, со своими физиономиями. Сидят и полностью от имени чеченского народа вбрасывают вот эти ненавистные какие-то нарративы, да, там антиеврейские, антиизраильские, высасывая из пальца какую-то чушь полную.
вот этих именно нарративов со времен совка, который существует. Открыто какие-то религиозные вот эти антиеврейские лозунги выговаривать эти люди пока не решаются, но то, что они применяют, это чисто вот эти совковые приемы, да, там, когда я еще молодым пацаном помню с этих времен вот эти постоянно антиеврейские настроения там, по телевизору, везде, где угодно, там евреи, повсюду евреи. Если в кране нет воды, значит выпили жиды. Эбре, как будет момент, давайте я как Мухаммаду Аль-Фатиху расскажу хадис, как пророка педофила чиповали. Он и сказал, что Свободня, его Джабраил Халиф, чиповал. не в этой группе, не по теме Тема сейчас. другая. У нас сегодня тема, просто нам надо четко разъяснить, к чему-то прийти, да, вот это, то, что заполонили вот этот интернет, всякие агенты, например, Кутаев, который возглавляет русское казачество, и так называемый бывший вице-премьер Чеченской республики Ичкерия, да, который с начала войны переметнулся на сторону русских, и все свое там вот это время войны, пока чеченский народ страдал, провел там в стане врага. Теперь приезжает куда-то в Турцию, в европейские страны, в Украину, садится и прогоняет антиеврейские, антисемитские вот эти нарративы. Точно так же замдиректор электросвязи, брат директора в ГУП электросвязь, Шмаков, есть такой ГРУшник русский. Его заместитель Шмаков, который по легенде, что его там за бороду кто-то схватил, по вот такой легенде приехал здесь, лет 10 компасирует мозги, призывает к исламскому государству, к шариату чеченцев. Вот этот тоже тип сидит и прогоняет антиеврейский, антиизраильский, то есть всемирный заговор. Когда они именно в таком ключе говорят, это и есть антисемитизм, вот это там всемирные заговоры конспирологические, вот эти теории. То есть вот эти люди, они просто балаболят там что-то, а что происходит? Создается вот такой вот образ, да, там чеченцев, которые, оказывается, ненавидят там евреев, и на ровном месте евреи, которые сейчас в таком нелегком положении находятся, да, когда у них с одной стороны палестинские насильники их атаковали там в лице Хамас. Сразу я только подчеркну, что какое-то убийство женщин, детей, будь это в Газе, будь это где угодно, я это не поддерживаю. Да? Я, например, против этого. С другой стороны, я не знаю, как бы я поступил или какие методы принимать, когда к тебе заскакивают в свое государство на день рождения Путина, подряд убивают женщин, детей, насилуют, уводят в плен, там вообще издеваются над ними, над гражданским вообще населением. Я не знаю, это сложно тоже там определять это, но тем не менее я призываю евреев там и все там цивилизованные какие-то силы всего мира, чтобы соблюдать вот это, как бы, ну, отделять, да, там гражданское население от бандитов, террористов. То есть максимально я вот призываю гражданское население, чтобы один там гражданский, там ребенок, женщина, чтобы не пострадал, какой бы национальности он ни был, это все равно как бы вменяемые люди, цивилизованные, должны это соблюдать. Я сейчас ушел от этого, от темы, я вот что хочу вообще сказать. Вот эта ситуация с евреями, с еврейским государством, на фоне их вот это не такой неприятной, да, обстановки, да, вот то, что их государство сейчас уже в состоянии войны находится. На фоне этого вот эти вот какие-то русские работники садятся и от имени чеченцев, как будто бы в их каком-то экспертном мнении кто-то нуждается вообще. То есть люди, которые работали
в стане врага, да, в то время, когда их государство находится с русским государством, вражеским для нас государством, убившим 300 тысяч гражданского населения, включая там и там пару-тройку тысяч людей, кто сопротивлялся, да, и включая туда еще 42 тысячи детей. И то, что вот наш народ разбросан по всему миру, то, что нас сегодня, русские у нас построили 1500 мечетей, нас радикализируют, дебилизируют. Вон в ИГИЛ куда-то нас затащили, 14 тысяч чеченцев. Вот это вот все, что происходит, вот эти люди, которые все это время находятся в какой-то русской среде, в их враждебном для нас государстве, потом садятся в интернет и от лица чеченцев еще на них ссылки дают. Вот это вот дело надо как-то остановить. То есть это неправда, это не соответствует действительности. То есть то, что эти люди говорят, это не есть мнение чеченского народа, абсолютно. Мы вообще никогда не поддерживали ни насильников, ни террористов. В 1999 году, когда группа людей во главе с Шамилем Басаевым, потом с Удуговым Маулади и группа еще там похитителей людей Ахмадовы с Урус-Мартана, Бараев такой был, Арби, тоже которого подготовил вот этот Гебнюк в Фатре. То есть вот эти вот люди совершают вылазку, короче, в Дагестан. Понятно, там у них какая-то своя легенда, что они спасают якобы село Карамахи, Чабанмахи. Но тут же параллельно дагестанское вот это вот джамааты, религиозные, радикальные образования, они провозглашают исламское государство и берут еще ответственность через уста вот этих Удуговых и Умаровых, через их уста накидывают эту ответственность на Шамиля Басаева, который не может быть оправдан ни в этой ситуации, ни в ситуации с Бесланом. Несмотря на то, что Шамиль Басаев абсолютный герой Первой русско-чеченской войны. И во Второй войне он проявлял, да, героизм, но вот эти вот два какие-то момента его не могут оправдать, включая вот это Дагестан, что в Дагестане происходило. И что произошло в Дагестане? Туда пошли, которые вот эти там исламские группы и не исламские тоже, да? Это тоже надо подчеркивать. Пошли и освободили вот эти два селения дагестанских, которые благословил директор ФСБ Степашин там на тот период, в 98 году, туда прилетал в эти высокогорные села и там поощрял шариат, который там установлен. И вот эти вот два села, то есть вообще по-детски, я не знаю, вообще, ну, очень такую слабинку дали наши вот эти туда ушедшие, да, наши там соотечественники, которые негативно поступили, которые совершили буквально преступление, потому что они навлекли после этого весь удар от России, то есть на наше государство, которого мы в данный момент как бы лишились, можно сказать, да, которое захвачено русскими. И вот там, в этом Дагестане, когда провели вот эту акцию по спасению Карамахи, Чабанмахи, а другие группы там параллельно провозглашали еще вот это вот исламское государство, в этот момент наши граждане, граждане Чеченской Республики Ичкерия полностью осудили вот эти действия. При всем при этом в этом походе туда и в освободительной операции, и в другой, в нападающей какой-то операции, да, там, и та часть, которая якобы провозглашала исламское государство в Дагестане, и та часть, которая шла спасать карамахинцев, чабанмахинцев, они не насиловали женщин, таких фактов вообще там не существует. Насилие женщин, не расстреливали там гражданское население, ни женщин, никого. То есть вот этими обезьянными, я не знаю, не прошедшим эволюцию вот такими методами вот таких вот людей, недолюдей, там они занимались. При всем, при том, что никакого там оправдания нету этим людям, тем не менее, вот этого, то, что произошло
на день рождения Путина в Израиле, да, когда вот эти вот недочеловеки, скажем так, да, там насиловали, что только не делали. То есть вот произошедшее в Дагестане, оно, если провести параллель, то это как небо и земля. И при всем при этом наши чеченцы, наши граждане осудили это полностью. То есть после этого уже поддержка и военного сопротивления, вот именно из-за этого Дагестана, это был такой переломный момент. Как после этого наше общество, оно уже негативно воспринимало даже вообще все сопротивление. А тут что происходит сейчас? Какие-то насильники из пустыни выбегают, совершают нападение на день рождения Путина. Как раз в такой нелегкой ситуации в мире происходящей, да, когда Россия напала на Украину и шантажирует весь мир не давать оружие русским, имеется в виду украинцам, шантажирует, что если кто-то будет туда вмешиваться, то Путин сам цитировал, что он покажет этим людям то, что никогда в этом мире еще никто не видел. То есть на фоне вот этих угроз происходит вот такой вот момент, да, когда через Израиль пытаются надавить на Америку и по всей видимости, да, вот, чтобы как бы предотвратить помощь Украине. И тут ни с того и сего вот эти вот люди, антисемиты, антиеврейцы, там, я не знаю, анти какие-то сторонники всемирного заговора, начинают вылезать из всех щелей, из всех нор, из всех этих, и как бы заступаться, защищать, вот, занимать позицию в поддержку вот этих насильников, которые 7 октября совершили это. И потом везде озвучивают и комментируют, делают комментарии, дают интервью вот эти антиизраильские, якобы там антисионистские какие-то, против каких-то заговоров. То есть это не соответствует действительности. Имеется в виду, что это не есть голос чеченского народа вообще. Просто вот это надо знать, да, там, всем русскоязычным, вот, кто может понять, да, кто может вот это вот сейчас послушать, услышать. Тут что вообще происходит? То есть наш народ, чеченский народ, захвачен русскими, русским государством. Там настроили 1500 мечетей, там взяли сейчас, построили какую-то автономию палестинскую. Какого хрена вообще? У нас 300 тысяч людей по всему миру разброшено. Вообще без каких-либо прав. Уничтожают там, ликвидируют наших каких-то инакомыслящих людей за границей, за пределами. Люди, живущие за границей, за пределами, не могут, вот сидеть, большинство людей не могут лица показать, не могут там сказать свои какие-то данные выложить, да, потому что через родственников вот это проводится давление. То есть вот в такой мы ситуации находимся. Какой антисемитизм там, и что против русских, и что против воли русских там какой-то чеченец мог бы пикнуть, это вообще не, ну как бы нелогично. Вот против воли русских любое инакомыслие вот в этой среде, да, очень жесткой диктаторской среде, в захваченной Чеченской республике Ичкерия, чтобы какой-то чеченец озвучивал там неприемлемую для русского государства позицию, этого человека все, его там потеряют без вести. То есть у него нету там шансов выжить. И вот в этой среде появляются люди, которые там антисемитские лозунги там начинают в адрес евреев, все что угодно. Люди, которые не могут высказать, что их сажают на бутылки за инакомыслие. Эти же люди там ставят какие-то на фон про хамасовские какие-то там атрибуты, там, призывают каким-то антисемитским вот этим лозунгам, всякие комментарии делают. То есть люди не, еще раз надо это подчеркнуть, чеченцы не могут даже лайк поставить в соцсетях, неприемлемо для русских.
вот какой-то неприемлемый для русских, будь это комментарий, будь это какой-то ролик, вот взять под ним не то, чтобы прокомментировать, а лайк поставить боятся, потому что за этот лайк могут жестко пресечь, там, в лучшем случае, где-то в Сурсаде заставить там, подметать или сидеть в интернете, всякие гадости писать, как бы прорусские, на прорусских позициях. Нету вообще там никакой свободы. То есть все, что вот это вот происходит, будь это антисемитские какие-то настроения, это все как бы именно приемлемая политика вот для русского мира, который там установил свою администрацию, свой диктаторский режим. И вот этого пехотинца Кадырова там полностью, который бублик уже не может сказать, там, что с ним уже происходит, черт знает, там непонятно. Просто как макет его там они держат, и все эти процессы там Русская Федерация производит от его имени. Вот такая ситуация. Поэтому надо сейчас разобраться, вот, что такое, кто такие вот эти люди, которые антисемитские темы толкают. Все сейчас выстроились на одну линию. Все, и вот эти изакаевские джамааты, и вот эти Абдурахмановы, и всякие вот эти блогеры, там, мысли исламы. Все выстраиваются в одну линию, именно в ту линию, которая полностью прорусская, скажем так, да, вот сегодня интерес русских, он в поддержке Ирана против Израиля, в поддержке Палестины, там вооружают их, им какие-то туннели там строят, какие-то ракеты выпускают в Русне, которые потом туда передают там через третьих лиц каких-то. То есть вот это вот весь вот этот русский мир на одну линию выстроился. И это не есть вообще позиция чеченцев. При всем при этом сами официальные лица русских, Путин и другие, они обходят эти моменты. То есть они настраивают вот эти негативные настроения устами чеченцев, действиями чеченцев, антиеврейские настроения, да, а сами вот занимают такую позицию рефери, где, ну, они такие якобы нейтральные и там даже призывают там евреев там или даже Иран там каким-то примирительным там акциям. То есть вот такой вот сюжет здесь происходит, и это надо разъяснять вот здесь находящиеся сейчас тоже, я не знаю, спикеры, гости, короче, вот нас здесь много, и вообще чеченский народ, он не имеет, если имеем мы что-то вот с евреями, как с народом, как с государством, если у нас есть что-то негативное, давайте сюда, заходите в студию, объясняйте. Хотелось бы, чтобы евреи русскоязычные у нас тоже на канале 1, 2, 3 присутствовало. То есть какие-то, когда здесь вот эта вот пропаганда начинает прогоняться, да, в нашей среде, чтобы сразу мы могли как бы разъяснить и подтвердить это, опровергнуть. И вот очень тоже слабо работают. Я вижу вот русскоязычные евреи, и в их адрес вот там, я не знаю, то, что тоннами льют негатива, да, вот обратной какой-то работы мало вообще наблюдается. Это для нас тоже это вот важно, для чеченцев, чтобы наше общество его не противоставляли, не с евреями не противоставляли. У нас абсолютно, вот на взгляд вменяемой какой-то части общества, у нас абсолютно нет никакого там негативного, ну, скажем так, прошлого, да, где мы пересекаемся негативно. Ладно, я передам микрофон, сейчас будем как бы, потому что полностью весь эфир занимать я тоже не могу здесь. Вот сейчас это вот был наглядный пример, вот этот Мухаммад Аль-Фаед, или кто это сейчас заходил. То есть примерно вот такой вот, вообще, ты с ним вот разговариваешь, как я не знаю, с каким-то алкашом, который один пузырь уже, как минимум, буханул. Вообще бессвязно, какой-то вообще полный
тупой, Бисмилля. я не знаю, разговор. Бисмилля. Вот тоже всем нам известный тоже антисемит, Дон Ахча, наш земляк, вот мы его тоже лечим по чуть-чуть, пытаемся с вот этой совковой русской пропаганды спустить. Ну, я думаю, тоже результаты будут у нас. Пожалуйста, Дон Ахча. Брахим, это мой будущий сотрудник хозроты был, вот этот Фатих Назранович. Я за него немножко впишусь. Панчача, вы вместе бухали? Это мой сотрудник будущий, смотри. По поводу всемирного заговора. Панчача, святую место воды пили с этим клиентом. На вентилятор. Так, не перебивай старших. Значит, смотрите. Зайдите у кого есть Android, да? Или iOS. Найдите в Google магазине программу госуслуги Российской Федерации. То есть на Гугле американском, iOS, присутствует госуслуги, программа для Российской Федерации. Ты забыл слово сказать пока. Ты опоздал, заблокируй госуслуги, только МФЦ выдают. Все. Вот, видишь, я говорил пока, знание сказал, что даже не пока. Ну, когда заблокировали? Потому что они через эту программу там... Неделю назад заблокировали. О, неделю назад. Ты смотри, как хорошо. Ванчоча, в лаптях ходить будем снова? Прям хорошо. У нас, кстати, этой весной в Киеве на мой район вернулись птицы, которых не было там 4 или 5. Это те, которые насиловали украинцы? Птички, да. Дон Ахча, вот смотри, я знаю, что у тебя тоже значит, убрали неделю присутствуют, назад. у тебя тоже присутствуют вот эти антисемитские, так называемые, настроения. Ты как наш вот земляк, как казак сунжинский, который с нами, там потомок вот этих захватчиков, ну, уже который интегрировался, скажем так. Ты можешь вот обосновать вот эти вот позиции, как бы разъяснить, что происходит, и вот это мировой заговор, в чем он заключается, еврейский? Ну, не дают. Смотрите, вот тут мне сообщили, надо проверить. Неделю назад только госуслуги заблокировали. Война идет, бойня в Украине. Сколько уже? 4-й год. Неделю назад только заблокировали вот эту программу, через которую они делали мобилизацию и прочую чухню. Только неделю назад, да? Ну, спасибо им, да. Да, убрали еще, правда, о Будапештском меморандуме упоминания с сайта Госдепа. Это как называется? Это всемирный заговор? То есть, Дон Ахча, если я тебя правильно понял... Я вообще не в курсе, что сейчас за тема, абсолютно непонятно. Разъясните, что такое программа официальная. Ну, как это, в Украине есть это аналог ДИА, а в Российской Федерации госуслуги. Дон Ахча, если ты там не зарегистрировался, то тебе будет штраф. Они мобилизацию через эту программу проводили. Мобилизацию. Ну, расскажите, Ибрахим, что такое госуслуги. Нет, Дон Ахча, ты мне вот свяжись, вот этот вот антиеврейские свои настроения, да, вот ты обоснуй мне. Ты на меня это не вешаешь. Ну, а что ты, как это, не что, это мы, что ли, здесь антиеврейскими настроениями? А я при чем тут до них? Ну, ты сейчас заступиться хотел за этого Мухаммада Фазана, Донахи. У него проблемы с евреями, это чипирование и цифризация доллара. У тебя тоже это же проблема, да? Подожди, это работник, это будущее. Госуслуги пропали. Госуслуги, можно госуслуги? Кто там, вот, объясните, госуслуги? Госуслуги. Он в Бельгии живет, он от реалий оторвался. Там можете видео показать ему, как Путин встречается с Швабом, говорит, что Россия будет локомотивом, как это сказать, нового времени, перезагрузки и так далее, локомотивом.
Шваб был, ты знаете, Шваб, Всемирный там Давосский форум, да. Он его принимал в Москве, там, заверял его, что Россия будет У вас локомотивом. президент тоже не забывай. Президент тоже не забывай. Мы сейчас говорим о Российской Федерации, да, как о враге Украины. Так называемый президент, который этот Кукин заверял Шваба, потому что он будет как бы следовать за завещанием Давосского форума, и Российская Федерация будет локомотивом цифровизации, модизации и прочей перестройки нового, скажем, как это называется, четвертой промышленной революции. Да? Это я с ним встречался? Подожди. Я их заставил встречаться. Смотри, да? сейчас говорим по теме. По какой У нас у нас тема вот Так. этих конспирологических теорий, потом тема антиеврейских, антисемитских настроений. Популярная тема. Да? Да, вот, пожалуйста, обоснуй свою антиеврейскую позицию. У Микрофон. меня нет, ты путаешь меня с кем-то. Ну подожди, ты Нет, вот Ибрам, пытаешься когда каждый раз, спрашивают, смотри. Ибрам, у них нету проблем вообще. Да, понимаешь? вы вот вбрасываете в наше общество, находятся потом люди, как Мухаммад Додик Аль-Фаед, который здесь был. Да. И потом они вот эти он говорил, там чипируют их уже полностью, цифровыми их сделали, какие-то цифровые технологии мешают еврейские. То есть вот эти люди, они потом хавают ваши вот эти как бы вбросы, да, нарративы. Поэтому нам нужно не вот этих людей, которых облапошили, а именно из уст тех, кто вот эти нарративы авторами являются их. Вот, пожалуйста, разъясните нам это. Хорошо, сначала надо разобраться, что такое семитизм и антисемитизм, потому что многие путаются. Вот ты же специалист, ты же об этом говоришь. Вот сначала разъясни, что такое семитизм и, соответственно, что такое антисемитизм. Потому что я тебе для непонятливых я дублировал это, да, альтернативно высказал, антиеврейские настроения. Пожалуйста, микрофон вам передан. У меня таких настроений нет. Так что это вот, Ибрам, я про это и говорю, когда их спрашивают именно, у них нет... Видишь, вот дело в том, что и у Тузика Абдурахманова, если ты его вот так в лобовой ему вопрос задаешь, который маринует чеченцев 10 лет уже именно этими антиеврейскими темами, шариатскими темами, помаринует наших людей халифатами. Ты у него напрямую, когда спросишь, вы вот так, вы про это говорите? Нет, я это не поддерживаю. Ну, понимаете, что здесь происходит? То есть эти люди, они прогоняют вот эти вот свои, вот эту пропаганду, да, антиеврейскую. Смотри, подожди. Ты не путай сионизм с антисемитизмом, с какими-то отношениями против евреев. Меня в Грозном опекал еврей. Я ему, до конца жизни обязан. Вот об этом и речь, Донахчи. Значит, смотри, когда его потом взяли в заложники, заложники его взяли в 90-х. У вас друзья, у вас все хорошо, понимаешь? Евреи это. Нет, тут я просто объясню, да, чтобы слушатели в Ютубе будут же тоже слушать. Тут что вот происходит? Сначала вот эти люди, которые там такие как Кутаев, такие как Абдурахманов, которые работали в русской администрации вообще в самый агрессивный период вот этих отношений русско-чеченских войн, да, вот мы сейчас по сей день, наше государство чеченское находится в состоянии войны с Россией, и вот эта администрация, которую они там установили, она временная, то есть это временное явление. Да, это трудно будет эти позиции назад возвращать, но в нашем понимании, в понимании там, кто может свободно высказать вот эти позиции, для нас это временная оккупация. Потому что мы не согласны с этим смириться. Если с этим смириться, значит уподобиться этим людям, а потом дальше уже
как бы отвечать их интересам, то есть такие являться такими же русскими, то мы вообще не приемлем внутренне. Ибраим, Ибраим, Полное, полное, полное отвращение у нас от Да, этого. Я ну, просто одно хочу же, договорить, что здесь происходит. Вот эти люди, которые, прорусские люди, которые вот сейчас их поперекидывали сюда, в Европу, они озвучивают от имени чеченцев вот эти вот антиеврейские настроения. Потом это идет в массы, люди начинают, подхватывают это и необоснованно вообще, без каких-либо доводов, аргументов, вот как вот друг сейчас наш в кавычках заходил, Додик Аль-Фаед Мухаммад, вот такие люди, они потом несут всякую чушь. Мы здесь специально можем экспериментировать, когда заходят эти люди, пытаться дать им возможность обосновать свои эти антиеврейские настроения. Я вам вот, ну, я не знаю, как Закаев говорит, да, уверяю вас, вот так говорить, я не собираюсь, но тем не менее я убежден, да, что в большинстве случаев мы увидим вот такую полную чушь. То есть, где человек не может обосновать. Это происходит из-за того, что вот эти люди прогоняют эти нарративы, вбивают в голову там недальновидным каким-то там гражданам, да, вот такие вот настроения, потом они идут. Но тут огромная часть вот этой проблемы, она еще религиозная. А мы вот чеченцы, к сожалению, оказались вот именно вот в этой исламской части вот этого мира, да, который делится там на несколько религий огромных. И, к сожалению, мы вообще как бы не отвечаем за эти идеологии, мы просто приемники, которые получаем вот это вот постоянно. И нам приходится на себе вот этот удар постоянно испытывать, и вся наша проблема вот в этом и заключается. Вот через это нас используют, и вот так нас удалось и победить в русско-чеченскую войну, и сейчас полностью дурачить и использовать. И через вот эти вот именно идеологии в своем большинстве люди как бы и подвержены вот этим антиеврейским настроениям и так далее. Но плюс еще через какие-то там якобы через цивилизованное общество, через людей там даже других конфессий, вот как Дон Ахча и другие. Вот с этой стороны тоже постоянно происходит как бы дополнение, да, скажем так. Вот тут с одной стороны идеологическая составляющая вот этого негатива, а тут еще и какие-то люди, которые представляют какую-то научную сторону, какую-то там, я не знаю, другие какие-то отрасли, да, там, будь это наука, будь это любое там дело, да, которым люди занимаются. И вот это вот нас, когда со всех сторон вот этот огонь ведется, он еще сильнее как бы действует, это еще сильнее усугубляет ситуацию. И вот так эти люди потом начинают и дальше писать, и дальше, тем более, как я сказал уже, вот это под русским сапогом, там это именно эта тема приемлема. То есть другой какой-то негатив, какое-то инакомыслие. Вот человек просто лайкнуть не может. Все, он уже подвержен там, я не знаю, если он попадется, то его уже будет преследовать. Ладно, я уже долго опять занимаю вот этот микрофон. Мне тут уже и пишут. одну минуту. Я Знания. его передаю, просто я хочу объяснить слушателю, что в нашей среде вот это происходящее, оно не изнутри откуда-то у чеченцев происходит, потому что нам вообще нечего с евреями, ни с другими народами вообще не делить, то есть никаких негативных этих у нас нету. У нас есть вот один враг, и то, если он покаяться полностью, выплатить весь ущерб, который нам нанес, привлечет к ответственности всех своих военных преступников, мы не собираемся там как-то всю вечность, да, там с ними враждовать. Вот просто нужно будет понести ответственность, самое важное вот это. То есть вот
вот такая ситуация. У нас нету никакой там что-то произрастающего из нашей среды внутри нас, какого-то негатива нету абсолютно, потому что мы не контактируем ни с евреями, там, ни с другими почти национальностями. А все это наносное. То есть все это пропаганда. Андрей, то, что ты сейчас рассказывал, говорил, объяснял, есть вот сейчас я ковыряюсь в Ютубе, нашел новые песни нашего недопевца, вот этого Шарипатчика, который сейчас вольготно живет в Кадыровской, под Путинской Чечне. Вот я даже название написал. Руссо-бедуинская наложница Ишнир. Просто случайно проедет про город из Персии, Ирана, Мазиндаран. Это совпадение, не думаю, Киселев Надан. Это гнида, которая вообще отказалась. Так нам легенда гласит, сказочная, как у него тоже, как у педофила пророка Музамама, САС легенда, что он сказал Кадырову, что он больше не поет. Ну, что-то сейчас запел. И поет он сейчас, представьте, просто случайно про город из Ирана. Какого хрена, спрашиваете? Что у него просто городов и населенных пунктов больше не осталось в Чечне, про которых он не спел. Про все спел, да? Вот понимаете, это то, что сейчас ты все рассказывал, вот эти активизированные, вот это шушера под исламская, вот эта бедуинская тема, короче, русский международный исламский терроризм, он активизировался из всех щелей. Вот вы просто послушайте песню, которую сейчас Муцараев запел. Раньше про Палестину пел, сейчас Палестина не в моде, Палестина уже все там решено, сейчас про Иран нужно петь. Тагиачо. Это же. Просто случайно, eller tagial sayız. Öyle tagtıyorlar bu sobi boşek. Şu gaz кшек, эллек дешей лок могит не глокш. То, что вам русские и арабы позволяют, вы то и говорите. Про свою проблему, про проблему чеченского народа вы говорить не смеете и не смели, и не будете говорить, потому что вам наплевать. Потому что вы не относитесь к нашему народу никаким боком. Это що прийшли ублюдки. Хахлеборес, кяс Тимур. Хахлеборес, дичего, да, ночью вообще хаклуши оці типичное быдло, это бедуин. И что до куза, вай факт чего, дучун элу. Иранский тип Юксун был. Бисмиллях. Это новая песня, он сейчас ее поет, представьте? Сейчас набрал. Действительно, говори параллель, ширицу яйцено, сновчи Дагестан, чубавари, Палестинч, Израиль, чубавари. Вот, тига Палестинч бокбу, тига не нах хейзваш, не нах яйцер елоч, тига бешта, шикиза латин был, Палестинч не исхарна, года богам был новчиш, чучуа цаа, мерштаг, цавин, цаама, цадин. Новчи целлык амма, ибо ханкватина, целлык ам паачо, чак дякон, новчи муак хакан. Да, итвот юансан, да, то каток хакан, халват бина таган. Да, полностью раскшен, килаболен, да, хватин. И не истуду, вот и сюлиш хата, вот параллели. Израиль с Палестиной, а Палестин был Хамас, да, директ, да, и не истат, Рацкиш новчишан, да, и не истуду. Вот какие параллели там проходят. Няучу, хотан нах его снах. Палестина. Да это хорошие палестинцаны. Израиль сила и замочит вас всех. Скоро. Эмоционально, да. Знания нас вел в оману. Заходим сейчас. Google Play. Скачивайте. Госуслуги, Минцифры России. 145 мегабайт. Заходите, смотрите. Все Подожди.
объясни, что ты Я хочу хочешь сказать, сказать. что Смотри, подожди. Госуслуги корпорации России. Google, Дальше что в них? Что там непонятно? как что непонятно, американская платформа Google работает в интересах Российской Федерации. Вот, предоставляет площадку свою для того, чтобы это госуслуги Минцифры России работала через эту программу, проводила мобилизацию, цифровизацию. Кстати, с 1 июля, по-моему, те ногчи, которые хотят, например, с Европы посетить родину, там, могилы предков. Не, вот смотри, подожди. Ты сейчас здесь пытаешься недалеких, неграмотных людей вот этими конспирологическими теориями запутать. Это понятно. Ничего не надо, Вот смотри, мы сейчас, никуда ходить не надо. Мы сейчас вот с тобой здесь находимся и общаемся в ФСБшном телеграме. Дальше что? Ну, ничего. Это ты, так, Все программы работают через Google. И что теперь? Все вот мы находимся в ФСБшном телеграме. То есть платформа Телеграм, платформа Дурова, ФСБшная платформа, которая сливает полностью всю информацию Гебне. Мы заходим сюда и полностью здесь используем ее. Что теперь здесь не так? Все так, все ты подтверждаешь. Почему американская платформа Google предоставляет Российской Федерации свою площадку? Ответ. Почему гебниковая платформа позволяет здесь антигебниковые настроения прогонять? Ну вот тебе теория заговора складывается в реалии. Никакой теории заговора. Вот такие вот эти вот, как ты, чуваки, да, которые там недалеким людям пытаются там эти смуту посеять какое-то непонятное, да, что-то там. Введите санкции, уберите россиян. Выкиньте их с Гугла. Да, ты тогда здесь, каким боком ты сюда попал, в этот телеграм ФСБшный, то есть, что тогда? Смотри, Ты что, ФСБшник, что ли, если ты сейчас здесь в телеграме находишься? Смотри, ты переводишь, я тебе говорю, что госуслуги Российской Федерации им помогают мобилизировать на войну в Украину американская корпорация Google. Вот и все. Да, ну, бред ты несешь. Зайдите на Google Play. Подожди. Смотри, ФСБшная платформа, Telegram позволяет, чтобы мы здесь полностью вели просветительскую работу, залезли к ним на площадку сюда и проводим здесь просветительскую работу, как гебня работает в нашем обществе. Я ж тебе не про ФСБшную платформу, а про американский Google. Алло, 29-й, я тебе параллель провожу. Ты уравниваешь? Что здесь не так? Что ты хочешь этим сказать? Мы все понимаем. Смотри, ты ФСБшник? Бараны не понимают, а мы все понимаем. Смотри, ты работаешь на гебняков? Это вот этот, который заходил, колхозник там, Назранович. Он не понимает, может быть. А может, что-то там Алло, 29-й, ты вот это вот, ты либо сам какой-то там на вот этих заклинаниях, бабушкиных заклинаниях там еще от этого не вырос. Либо ты здесь явно какую-то чушь пытаешься прогнать. Давай разбираться. Вот ты ФСБшник? Объясни мне. Я тебе говорю, ты мне объясни, почему американская платформа Google помогает российскому. Ну, чтобы тебе на это ответить, мы должны понять сначала, ты гебнюк или нет. Нет, ты мне ответь на конкретный вопрос, если ты как бы можешь ответить. Если ты не можешь ответить, ну тогда меняем тему, пошли дальше. Не, чтобы тебе на этот вопрос ответить, надо. Я же тебе альтернативу провожу. Вот мы зашли на гебняковую платформу. Никакой альтернативы нет. Я про конкретный случай. Причем здесь Telegram до
Google Play и госуслуг Российской Федерации. Смотри, мы сейчас находимся прямо на Лубянке, в Гебне, вот здесь, когда с тобой общаемся. Поздравляю тебя. Дальше. И в Ты Давосе Гебнюк? одновременно. Ты Вместе. Гебнюк? Ты сейчас переключаешься как бы с вопроса моего. У тебя нет Я ответа, просто ты хочу то, что ты вот этот нарратив прогоняешь, его Какой обществу просто показать, что это полная чушь, что ты чисто каким-то недалеким людям хочешь промыть мозги. Вот У это я тебя тебе хочу Android объяснить. или iOS, Ибрахим? У меня что на любой могу. Сейчас в данный момент Ну, Android. зайди в госуслуги, посмотри, ты сможешь скачать в Бельгии госуслуги? Нет, смотри, Минцифры ты не России? можешь ответить. Вот ты сейчас сам запутался, понимаешь? Сам тему, которую ты... Вот так вот это как раз и происходит. Именно вот так Смотри, эти наших людей вопросы, они никак путают. не коррелируют. Наших людей именно так путают, наших людей именно так дурачат, понимаешь? В чем я путаю? В том, что YouTube чей вообще? YouTube чей? госуслуги Минцифры присутствуют? YouTube Google Play? чей? YouTube чей? Ну, американский, наверное. А Израиль где? В Израиль там, где есть... YouTube, Google чьи? Facebook чей? Американский. Мета чья? Никакая не американская. Нет? Мета полностью, ну, там еврей главный, здесь YouTube Так, еврейский. у меня тут что-то тревога, сейчас в бункер пойду, наверное. Забываю. Да, ты иди сейчас, тревога у тебя у самого как раз началась. Вот примерно Антоха, ты тут-то, и я тут-то. А вы пока вот там, такие нарративы, скачайте они, себе когда госуслуги закидывают вот Российской это, Федерации. как какую-то тему, да, раз прогнал что-то, Да какие и теперь нарративы сам думай, скачают госуслуги? и теперь сам думай, и какой-то бедный, непонятливый человек будет там, смотри, значит, всемирный заговор, это он, то, что он говорит, ничего себе. Ага, да. Ты не можешь обосновать абсолютно ничего. Что я не могу? Зайди на Google Play, скачай госуслуги. То, что в Ютубе прогоняют какие-то антиизраильские Я тебе настроения, говорю в израильском Google Play. Ютубе, это не говорит о том, что Ютуб там как попал под чье-то влияние и так далее. Я тебе конкретный вопрос. إبراهيم أوشيس كشي عجت يعينه بيش بوضعتش بيبين وعبيجي الحلقات تبين شبات فانتастик شو Да, просто проблем. Вы вот сейчас его послушают, там какой-то там Украине, он где-то 5-й, 10-й. Смотрите, он сказал, это схавают, и потом будут дальше говорить, там видишь, Google, он такой, потом ты этого человека поймаешь, который уже под их, вот попал под вот такую вот бурду, под пропаганду, поймаешь его, и ему начинаешь, объяснишь, что ты хочешь сказать, и он не может обосновать, потому что он услышал, что какой-то Дон Ахча или Кутаев какой-то сделал какой-то проброс, да, там, дерьмецо, короче, скинул на евреев какие-то вот эти нарративы прогнал, а обосновать никто потом не может. Но зато он будет ходить и говорить, это все евреи, там, это вот так вот, заговор такой. Я сам не могу понять, почему американцы помогают Русне, там, Ибне, предоставляет площадку. إبراهيم أصلا ما يقولن كي госуслуг Google связаны гондуа. Есть там или нет? Или может я придумал это? Что ты, Ибрахим, мне мозги... Долларч, Google гондуа, он госуслуг связаны. Донахча. Я придумал, что там не то, что госуслуга. Вот тут ряд европейских стран покупают у русских газ, призывают к снятию санкций. Это из той же серии. Призывают к снятию санкций. Что с той же серии? Что с той же серии? С какой с той же? Что ты, какую ты связь? Они дают им акцию, чтобы убивали украинцев. Не, вот смотри, никакие акции никому не дают. Вот нас когда убивали, нас когда мочили, 29-й, я тебе объясняю, как это происходит.
Алло, 29-й, я тебе Вы объясняю, там как это происходит. обосновывать теперь этим баранам, этим Когда, нажранным колхозникам. когда Я не собираюсь чеченцев это обосновывать. уничтожали русские, почему украинцы с ними сосались? Вы что, вместе там все? Что это было? Почему украинское государство молчало, когда убивали этнических украинцев в начале 90-х в Чечено-Ингушетии? Когда нас, А я тебе объясню почему. Свободаешь, он Украинское специально государство провокации тогда, создает. потому Когда что они нас никак прибалты. в Прибалты количестве, восстановили государственность. А эти, подожди, заткнись. Когда нас в количестве 300 тысяч уничтожали, видишь, сразу соскочил. То есть вот так вот эти вот нарративы они прогоняют, да, сразу вот он соскочил. Вот смотри, я что хотел ему сказать. 300 тысяч чеченцев, когда уничтожали, украинцы сосались в засос с русскими. Это что тогда? Всемирный заговор, что ли, какой-то? Дело в том, что плевать вообще украинцам было, что у нас происходит. Кому-то вообще, где Чеченская республика, даже не знали. Кому-то вообще по барабану было там. Тем более, если там несколько тысяч зеленью кому-то дать, любой мог бы на это глаза закрыть, там, пойти куда-нибудь в международный институт и за русских топить, чтобы с них санкции сняли, короче, чтобы их поддержали. Это не проблема, это не всемирный заговор никакой-то. Это просто вот такая вот слабость человеческая, да, когда люди вообще, им по барабану, что с кем-то происходит, вон там где-то. Тем более тут их какие-то славянская братва, там каких-то чеченцев мочат, которые Аллах Акбар кричат. Пускай их тогда там мочат. Там нету всемирного заговора никакого. Отсюда убежал сейчас Дон Ахчев, просто пытаясь какую-то смуту, вот такое, какие-то посеять вот это, да, там. И вот так вот потом люди, как вот зашедший сюда Мухаммад Аль-Фаед, они потом ходят и вот эти антигунадинок, всемирные заговоры про это начинают топить. Ибрагим Маршал, можно еще припомнить, что именно в то время именно Израиль требовал от России вывести свои войска из территории Чеченской республики Ичкерия. Почему-то. Не почему-то, а из-за того, что у Дудаева были отношения и контакты. Вот так, когда ты с людьми дружишь, выстраиваешь отношения, когда тебе нечего там делить, нечего вообще конфликтовать с другими нациями, люди, наоборот, с другими нациями, народами пытаются завязать, тем более там с евреями легче всего чеченцам поладить. Почему? Потому что евреев тоже там во всем мире преследовали. И они, короче, стоят на позициях своих национальных. И вот что-то такое у нас тоже, да, когда нас там преследуют, и сейчас мы преследуем, мы там даже во всем мире негативного-то. Хотя это, да, от нашей дурной головы тоже много зависит. Но в основном это от того, как вот эти вот русские товарищи, которые нам эти нарративы закидывают, от их оболванивания нас. И в этой ситуации нам наоборот надо было в друзей искать, прийти немного к уму, разуму, искать друзей во всех странах, которые нас поддерживали бы, которые призывали бы потом русню освободить, короче, нашу территорию, вывести войска и так далее. И Джохар знал, как надо вести там с людьми отношения. И, повторюсь, с евреями у нас легче, чем с остальными они могут завязаться, потому что там примерно одинаково вот это вот моменты, да, там исторические и так далее. Вот как раз очень хорошая, я думаю, сегодня получилась передача, эфир. Показать, да, как вот эти Дон Ахчи всякие, они сбрасывают вот эти нарративы.
И потом далекая какая-то часть общества, она на это, ну, поддается, да, вот таким вот пропагандистским трюкам, пропагандистским приемам. И дальше уже это потом несут в массы. О, там Google это сделал, они специально оставили, не оставили. Да там еще больше, там даже Трамп полностью помощь для Украины остановил. Каждое государство в своих интересах будет действовать в своих интересах. Чеченцам тоже надо научиться действовать в своих интересах. Завязывать дружбу, отношения, как евреи завязали с американцами отношения. Вот так надо чеченцам завязать. Не ходить там, они там с американцами, они там здесь. Ты попробуй так сделать тоже. Ты сможешь так сделать? Сможешь ты американцев на свою сторону привлечь? Сможешь ты с ними ладить? Сможешь с французами? Можешь там с немцами? Вот тогда уже будет какой-то показатель, и других можно и критиковать, и что-то делать. А пока там за то, что ты ни хрена не смог, я извиняюсь уже за грубость, а кто-то, наоборот, для своего народа пытается там во всем мире все, короче, всю благоприятную среду создать там со всем миром. За это ты как бы завидуешь, что ли, я не пойму. Ina specijalna kam kote olca je taj fosbešni bolbeš buš pod olet kasit Deutsch din kel kasit Deutsch реально цаглит, реально до сурца гойч, да, и сказкшич, и придумать яш умништуч, о гаре вожер бош, да, там халтин бош бах, шо гарец, да. Из зависти ты, Ибрахим, надо. И типично русский мюжгеба цер и сапталюк именно из запада хахич. Самый адекватно, самый интеллигентный согласен. Все равно это и от хагно, из-за зависти, короче, они не могут как бы принять. 415. Ты же знаешь, кому как не тебе знать, что почти каждый русский мечтает в Америку попасть. Они все мечтают просто туда попасть. И в то же время, чтобы она утонула. Да? Да. И чтобы она утонула, и еще оттуда, из Америки, потом рвать на себя тельняшки, я русский, там кричать стоят. И что, и нарратив, что и прогонять. Вот так вот это работает. Потом это все мы потом где-то там на пыльной какой-то полке весь наш вопрос, вообще отношение к нам полностью вот так вот где-то абсолютно никто не всерьез там не воспринимает, ничего позитивного с нами не происходит и не будет происходить. Пока вот эти вот, как сюда зашел Мухаммад Додик Аль-Фаед, пока вот на таком уровне, да, чипируют нас там, цифровые технологии ему куда-то залили евреи. Все, вот так. Больше по-другому не может обосновать свою позицию вот этих всемирных заговоров. Ибрахим, я все равно заметил вот эту тенденцию, вот эта особенность. Именно вот
склад русского мира его нахбы, именно и Запад, они группироваться начинают. Самые адекватно, самые интеллигентно, образованно. И мелочь охлах. Вот. И тем не менее у них вот какой-то комплекс. Вот видишь, этот Дон Арчер, да, Дон Арчер, который вот сейчас засходил, казалось бы, в Украине он живет, да, там у нас потомок там наших вот этих колонистов, он, казаков сунжинских, которых туда сажали, чтобы, разделяя нас от населенного пункта к населенному пункту, вот эти вот заградотряды строили там, чтобы мы не коммуницировали друг с другом и вот таким образом задавить нас. То есть этот человек потомок вот этих вот людей, да, там лично он сам не виновен, но это он там уже во втором, третьем поколении где-то там слегка интегрировался, научился танцевать, но так как он не в нашем государстве жил, а в совковом русском, вот эти вот нарративы у него, они там глубоко сидят. И казалось бы, он сразу оттуда соскочил в 90-м, в начале в 90-х, переехал в Украину, сейчас вроде интегрировался в украинское общество, еще себя там украинцам ассоциируют, там казаки, мы якобы украинцы, там туда-сюда. Хотя это вообще вот эти, именно его предки и нынешние украинцы, там ничего общего вообще нет. Это потомок колонистов. И вот так вот, вроде бы, казалось бы, да, там уже в западной культуре он живет, уже на русский мир у него более расширились зрачки, получше он уже все это видит. И тут, видишь, раз вот эти вот отношения, там, американцы, евреи, там, это они, он, Google, они там, 5-е, 10-е. Вот так вот это примерно у них на подсознании где-то там засевшее. И еще он сидит и в наше общество вот эти вбросы делает. А тут и так, короче, со всех сторон. Абу Юдашкин, Абу какой-то там Сазан, Абу Мабу какая-то вот эта вот шушера вся религиозная. День и ночь промывает мозги. И еще вот этот со своей стороны. Он вроде бы не мусульманин, да, но там представляет там, я не знаю, украинские какие-то тоже там институты, и его мнение, оно как бы дополняет, да, вот этот весь мусор вливаемый, и его, и других вот таких. И то, что вот это даже Грета Тунберг туда поехала, и какие-то известные личности там вот это антиеврейские вот эти позиции сейчас занимают, вот к этим людям самим, к ним нет претензий, потому что там вот эти гуманисты, да, правозащитники, они во всех точках находятся. То есть, если сегодня палестинский насильник или палестинские насильники насилуют, там, убивают каких-то евреев, завтра сирийцы там убивают курдских каких-то там женщин, детей. Потом в следующий раз где-то там, я не знаю, в Азербайджане, в Армении какой-то там происходит инцидент. Где бы это ни было, да, там Украине, России, они присутствуют в этих местах и вне зависимости, то есть без каких-либо вот этих, я не знаю, различий, да, между конфессиями и так далее, они осуждают любые преступные действия, какой бы национальности, какой бы там вероисповедания не была та или иная вот эта группа обидчиков и группа других, они осуждают это и заступаются за этих. И тут в их ситуации, они сегодня там в Израиле, завтра они наоборот будут где-то палестинских насильников осуждать. И это понятная позиция. А в нашем случае у нас тут идет промывка мозгов чисто. То есть до того вот это забили в голову, да, Кутаевы, Абдурахмановы. И вот так вот по кругу все эти муллы исламские. Они до того это вбили в голову, что
даже хамасовских насильников, чеченцы, которые осудили поход в Дагестан, где не было никакого насилия, это чисто там, политическая, там, да, исламская политическая акция, но без насилия, без вот этого, чисто одна часть туда идет якобы помогать, другая устанавливает исламское государство. Там вот такая тема. А здесь явно вот это насилие, и оно уже до того в голову вбито, что люди, которые осудили вот эту акцию, вдруг вот этих насильников начинают поддерживать. А ту акцию все еще они осуждают. Почему? Потому что ты не можешь пикнуть, еще раз повторяюсь, антироссийские какие-то настроения, какое-то инакомыслие, за него нельзя поставить лайк. Все остальное, оно допускается, либо наоборот подогревается Россией и вот так вот функционирует. Там 415 перебить не авистал. Aka yata Putin vai boş vakti Europe inşallah. Zikşenliğe mogit for neyse zikşen ho ala mogit o zila ne o nasıl nokta o kasa büyük şey ha o büyük meşru o Hamas'ın tehvata mega free Palestine baha med Europe ya صح والله بنفسه فلسطين استاتوس вообще нечаянно дебилш нахер не шаурма вообще нечаянно مثلا ايش مولش بوتها ايش خيوتها вообще просто что хозяин позволяет это и все. Ну Сейчас опять модель все вот эти вот русская сторона, да, прорусскими или русскими настроениями, они все в одну линию выстроились, вот именно в данной ситуации. %100. Но это полно, даже локше, лишь локше, что متراجع يعني ليش لوكشة ولا القرقوة تم رمزانك وقريات ليرقوة شادثا الله دع شاوير والله تدعون كثير سيهم سيرو داتشا جو قميال رمزاني وقية تاخية جو بوسو بوي واخي من كستا دي مدد دران بوش Персидский, Иране, городом, лишь локше. Просто так локше. Хинт то дяш ашер хой, то локше. Хинт то локара. Тимур. Хинт то мазен даран хой захара. بس تشوفه نشوف بس تو ايش انت ندي اخي اخنا ايش لو تشوفه مازن دران وين جوكن يا اخلو ديش دون فلسطين هايوق شوي دو أليكس هايوق شوي دو شيء ده جوقيات الشيء شيء это 500 миллионов больше тие чего муж якаты что у якаты شامل مثلا بزرگ يعني هليشات 100% ايش هليشات بعثوا صوصا بزرگ مورد شامل مثلا Нам здесь не помешал бы еврейский какой-нибудь русскоязычный друг, который, если есть там контакты, я не знаю, كنت انتريو كنت يعني خبر ديتنا قواتر اتشن ديست خدر كنت اخوي داعي تنساز هذا اشتا ميلا ابراهيم شو يحسبته ما جوش بوتش تشازي دولش حد وقتوا وكنت اخوي داعي زيتون
Это اوقات он حول ابي русский говорящий как раз мисс кутая хую полностью по полочкам разложить дагоет поэтому кутая сдить кутая Уайл избранный президент хую болшадек короче проблема я церковь واحد شو ده هو Зачем искать? Здесь он. Журкети. زوجك تجيبته Все вот эти زوجك مو прорусские, جبت حاسة زوجك كنا شو جبت بو نوختي شو واحد وان باخر بوشته نوك زوجك كنا شو دايش все درس прорусские, واحد عشر Халиф, все прорусские, включая Зурдукети, Берсера, вот просто заметьте, все они полностью в одну линию. То есть русские 1000%. хорошие, у них нарратив, русские хорошие, бедные, их изнасиловали, насилуют. Это все евреи. Просто надо будет, я не знаю, интервью немного с евреями коммуницировать и разъяснить, потому что вот так продолжаться не может. Вот эти люди, которые прогоняют антиеврейские, антисемитские настроения, они никого не представляют. Вот это вот надо запомнить. Тем более это люди, которые работали в русской администрации во время вообще военных действий. То есть на стороне врага, во вражеском стане находились. И вообще что-то говорить, как-то критиковать евреев, это вообще там абсолютно ни капельки у них нет, я не знаю, короче. Акбет жаль, что баркарвайс, конечно, шмоть, что ли ты вылетит бой. И что еще целых. Кан полностью выжили вас шахбусобная 100% цан волна я бухаш цан сторона я бух. Нету морального права вот подсказать Садова, что он можешь. Ни капельки нет морального права у людей, которые один работал в прослушке с братом Шмаковым, другой работал казачьим эмиром, казачьим этим самым, возглавлял казачество во время войны. То есть вот наше государство находится во время войны, эти работают там, теперь ходят и тыкают пальцами евреям. Там евреи, это евреи, то Тузик Абдурахманов, замдиректора электросвязи, так называемый ТУМСО, вообще говорит, что евреи в 21 веке геноциды устроили. Самые большие геноциды. Что за геноциды устроили? Где геноциды устроили? Вот как Дон Ахча сейчас, как Дон Ахча сейчас прогнал вот этот нарратив, который не смог обосновать. Вот так это просто прокидывание нарратива и раз дальше ушел, съехал с темы, пошел дальше. Но у слушателя это засело. И он будет теперь ходить и вот так говорить, самые большие геноциды евреи устроили. А когда ты скажешь, объясни это, он будет тебе как вот этот додик здесь был, Аль-Фаед Мухаммад, он тебе будет говорить, они чипируют всех и короче, цифровые технологии пускают, поэтому и геноцид происходит. Это здесь не последняя какая-то инстанция. Если есть у вас конкретно вот Тузику, например, возможно, мы не знаем, и Тузика Абдурахманова, я извиняюсь, как вот 7 октября на день рождения Путина
палестинцы насиловали еврейских там, женщин, детей, я не знаю, но женщин точно. Возможно, Абдурахманова тоже евреи изнасиловали, или я не знаю, извиняюсь за грубость, но что-то там, может, произошло, и поэтому у него вот эта ненависть. Пожалуйста, тогда обоснуйте и свою ненависть, как бы, или свои какие-то негативные настроения сами решайте, и решайте в адрес тех, кто вас насиловал. А не надо это обобщать на всех чеченцев и евреев. То же самое с Кутаевым. То же самое с вот этим мысли ислама, который в Польше живет. Палестинец. Может, у них личная какая-то травма. Может, мы не знаем, там что-то какой-то еврей их случайно изнасиловал, там, проходя мимо. Я извиняюсь просто, да, это сарказм, это слишком грубо, это, ну, просто уже задолбали. Вот эти нарративы прогоняют, потом против нас начинают настраиваться там все цивилизованные страны и общества. Если бы здесь были бы как Гретта какие-то правозащитники, гуманитарии, пожалуйста, идите, работайте, ездите везде, во все точки, где там люди нуждаются, там делайте акции. Это нам не мешало бы, но вы дебилы, которые оправдываете насильников и здесь, короче, поддерживаете вот это дело, и потом прогоняете эти антиеврейские настроения. А это не только еврейское общество настраивается против нас, а любое вменяемое цивилизованное общество, потому что они видят дебилов, никаких не защитников. Если в их среде есть Гретты Тунберги, то в нашем случае вообще полные дебилы, которые чисто по вот этому. Кто это здесь? Ибраим, нас из Израиля гости нас. Включи микрофон. Включите, если есть гости, почему не включаете? Я не вижу. Борух. Добро пожаловать, Борух. Барух, Машуал, это тот Барух, с которым мы раньше говорили? Если есть возможность, было бы неплохо пообщаться. Если нет, то тоже не проблема. В следующий раз тоже можем. Но было бы неплохо тоже кое-какие темы разъяснить, потому что так не пойдет дальше. Не может это постоянно продолжаться, потому что там не только какие-то антиеврейские настроения там в среде чеченцев, но это очень негативно потом обратно и в чеченский адрес возвращается бумерангом, усиливаясь еще в 10 раз. Потому что в цивилизованном мире необоснованные какие-то антиеврейские настроения, они считаются ненормальными, и это пресекают, и правильно делают. Борух. Ушел. У нас был тоже гость, если вы помните, Барух. Тоже мы с ним и в личку общались немного. Просто тут вот эти провокаторы, которые изначально там в партию, чеченскую демократическую партию, в ряды внедрились,
хорошенько нагадили, и вот эти там потенциальные связи, контакты, ну, как могли, подкосили, да, вот эту деятельность. Но это тоже как бы ожидаемо. Это и в дальнейшем тоже ожидаемо. Это везде всегда бывает. Переживем как-нибудь это. Ну, вот эти контакты, они все равно нужны. Именно с русскоязычными евреями контакты были бы неплохи. Потому что вот эти нарративы, вот эти пропаганды, Гобнюковой пропаганды, с ними что-то надо делать. В них никому пользы, ничего хорошего в них нету, ни для кого. Вице-президент выступал сейчас. Перестаньте втягивать США в войну. Правительство Израиля. Вице-президент правительства Израиля выступал, ты имеешь в виду? США. Венс выступал. Вице-президент правительства США выступал и... Обвинение Израилю. Перестаньте втягивать войну с США. Критикует он Израиль, чтобы не втягивали в войну США, да? Да. Ну, это, не знаю, это тема как бы их отношений. Я думаю, что там они сами получше разберутся, чем мы. Просто вот тут в такой ситуации, когда там Израиль в состоянии войны где-то находится, тем более израильское общество, там много русскоязычных. Если с Ираном у нас нету там каких-то вообще контактов, скажем так, да, там и нигде не пересекаемся, то в случае с Израилем вот эти антиизраильские настроения, там лозунги, они все равно очень вредны. И это потом в памяти остается. Это негатив вот этот, который в ситуации, в военно опасной ситуации, когда там долбят друг друга ракетами, как бы злорадствовать, делать какие-то выступления, там, каких-то комментировать какие-то всемирные сионистские заговоры, вот как Кутаевы, Абдурахмановы, Белакиевы это делают. Вот такая ситуация. А с Ираном тоже, кстати, тоже надо подчеркнуть, что антииранские настроения в чеченском обществе их тоже запускают. И они все равно негативные, потому что они основываются и не позиции там добра, зла, или позиции, например, вот эти правы, вот эти неправы. Вот эти, мы на стороне вот этих, потому что они какие-то правильные, да, то есть они не виновны в этой ситуации, а вот этот виновник в этой ситуации. Когда такой трезвый какой-то вывод делается, это понятно. Но здесь антииранские настроения основываются лишь на религиозных вот этих идеологических там догмах, идеологических заключениях. То есть шииты, все, это не мусульмане, они враги Аллаха, поэтому мы их ненавидим. Тут евреи, то же самое, там враги Аллаха, всемирный заговор, мы их ненавидим. Поэтому хорошо, что они там друг друга уничтожают. Вот такая вот тема сейчас нам идет. И никакой, ни с Ираном у нас никакой ни пользы, ни с иранским народом, никакого там, я не знаю,
ни позитива, ничего, ни с евреями, ни с кем. Вот эти. И этим в такой сложной ситуации там ходить пальцами, тыкать, и этим абсолютно без какого-либо понятия вот этой ситуации военной и четкого анализа, четкой позиции. Так, вот здесь вот что-то такое, эти здесь, значит, напали. Там, например, Иран постоянно подстрекает там палестинских террористов, поэтому они не правы. Вот такой вывод сделал. Там нету абсолютно вот так трезвомыслящего какого-то трезвого вывода. А все зиждется на вот этих идеологических, там, на ненависти религиозных вот этих вот всяких предписаниях, да, что там евреев надо убивать, шииты там тоже какие-то хавариджи, мавариджи, короче, и так далее. Вон в Сирии 14 тысяч чеченцев затащили в Сирию. Да, не все там погибли, но большая часть там погибла. Что, какой смысл из этого вы извлекли, чеченцы? Какая польза? Нас что будут теперь в сказках своих народных сказаниях рассказывать сирийцы, что какие-то доблестные чеченцы пришли помогать и спасали? Вы что, серьезно думаете? Да сирийцы нас ненавидят, вас ненавидят, всех нас. Потому что они считают, что мы, наоборот, виновники, не дали им, вот сейчас, как они установили свой режим, вот так, тогда еще в 2012 году не дали им сразу решить между собой этот конфликт, сюда залезли со своим ИГИЛом русским, с исламским государством, с вот этими нарративами религиозными. И все, и вот какой смысл? Точно так сейчас куда-то к иранцам, к евреям лезут. И что? С кем мы, что, с иранцами из-за этого отношения у вас какие-то будут? Или с евреями какие-то отношения кто-то устраивает? То есть просто залазят вот эти в чужие темы, да, и добиваются того, что вот умудряются вот этот весь негатив настроить и этих, и всех против чеченцев. Дайте слово Альберту. Альберт, вы стола? Маршал Душик, я только подключился, буду что царством. Пока послушаю. Сейчас просто на фоне вот это израильских войн, да, Израиля, иранской, потом Израиля, палестинского вот этого там, конфликта. На фоне этого вот эти русские работники, которые во время, в самый пик, фазу там боевых действий, во время боевых действий, там бывший вице-премьер Чеченской республики Ичкерия, так называемый Кутаев, потом замдиректора электросвязи российского, ГУП электросвязи Абдурахманов, потом вот этот то ли ингуш, то ли армян, мысли ислама, есть такой, там, возглавлял батальон шейха Мансура, вот, информационно. Вот эти вот люди садятся из всех фенов, микроволновок,
прогоняют вот эти антиизраильские настроения. Не просто там какие-то антиизраильские настроения, взяв какой-то определенный момент, да, там, например, критиковать израильское правительство, вот, например, там, Нетаньяху там какой-то им не понравился, слишком он какой-то грубый там, или диктатор, 5-е, 10-е. Не вот в таком ключе, а именно в ключе всемирных заговоров, вот эти антисемитские настроения поднимают. И вот наш земляк, потомок оккупантов, Дон Ахча тоже часто вот у нас группа здесь эти настроения, вот эти нарративы прогоняет. Вот мы пытаемся вот эти вот темы немного, я не знаю, проинформировать, что ли, вот тех, кто будет слушать в Ютубе, кто будет слушать вот это дело, что в нашем обществе есть абсолютно альтернативные мнения, да, насчет там Израиля, насчет евреев. И у нас абсолютно вообще, у нашего народа нету ничего негативного, чтобы мы враждовали или чтобы мы что-то делим там с евреями. Абсолютно нету этого. Все, что происходит в нашем обществе, оно высосано из пальца, и вот это вот имеется в виду там антиеврейские вот эти настроения. Вот, Альберт, ты же сам понимаешь, да, вот в Чеченской Республике ты не можешь поставить лайк какой-то публикации инакомыслия, то есть каким-то российским существующим там преступному вот этому режиму, то, что в адрес этого преступного режима там кто-то покритиковал или какой-то видеоролик или что-то такое, туда лайк поставить боятся чеченцы. Что нас сажают на бутылке, где-то это высказать, боятся чеченцы. Вот недавно труп убитого человека кинули на улице, вокруг машины ездят, люди, собрали людей, заставили еще смотреть на этот труп, проклинать его. Ну и вот в этой всей ситуации антиизраильские настроения, как могут быть там, имеется в виду, против воли вот этого режима оккупационного. То есть все то, что там происходит, вот это поддержка насильников Хамаса, потом какие-то вот эти настроения всемирных заговоров, они все соответствуют оккупационному режиму, который там происходит. Если бы они бы не соответствовали, не просто что-то высказывать, а лайк поставить там никто бы не посмел. Как это не смеют делать в адрес там русского какого-то беспредела, русского террора, который там производят. Ну, там ситуация какая? У тебя есть свобода слова, и у тебя есть твое мнение. И я тебе сейчас расскажу, какое у тебя мнение. Ищите себя ситуацию. И люди думают, что какое-то там мнение они им разрешили определенное мнение высказывать определенную сторону, определенное время. И таким именно образом, каким разрешено. И люди считают, короче, больше куда, короче, твой, короче, твой, мы проявляем тут солидарность, нам никто за это ничего не говорит, вот мы против Израиля, вот видите, короче, какие мы крутые. Вот, значит, мнения складываются у людей, они начинают сами себя обманывать, что у них какое-то мнение есть. И сами себя обманывают, их обманывают, им нравится, что их обманывают. И там потихоньку, короче, тело, что изнутри человек портится, развивается лицемерие.
передается будущему поколению в атмосфере, семье, в обществе, на работе. Масана, как вирус, как паутина, как осьминог, тогда полностью мозг на уровне атомов далец, полностью лыкпир далец. А что ты там? Сейчас вообще мечадутся, худутся, сейчас мудутся, сейчас дуются. Вообще, короче, полный хаос и потеря ориентации вообще в пространстве. Полный кошмар, в общем. Халиф, куча уел. 24. Видео сейчас надо вот вообще о чем мы говорим, да? О вот этих вот пропагандистах. Если под рукой есть, надо их видео вставить и показать, кто вот эти люди. Мы сейчас их прокомментировали, что там не совсем понятно будет зрителю, да, который будет смотреть. Просто вещи надо называть своими именами. Тумсо – это работник спецслужб. Мы уже давно по нему отдельную программу сделали. Кто он такой, где он работал. Он в часы войны работал в городской телефонной сети. Начальником у него был ФСБшник, полковник Шмаков, так называемый. Игорь Шмаков, да. А он был у него замначальник, как раньше в Советском Союзе главный инженер. Основную работу нес этот товарищ Тумсик Абдурахманов, который сейчас сидит в Швеции, обманул шведское правительство, спецслужбы. Типа на него было совершено покушение, получил там, видно на жительство получил там, которого давно нужно было выкинуть обратно в Россию, на родину, так сказать, чтобы ему тут не давали эту возможность, чтобы он здесь пропаганду пускай там в России и гонит он. Второе, там этот товарищ Кутаев, засланец тоже. Мы об этом все знаем. Вот как раз у меня по списку они стоят. Ну вот Кутаев, он после Первой войны, когда нужно было договор подписали и нужно было там свои требования какие-то в Россию вносила, Кутаев был внесен в список от российской стороны, чтобы амнистировали их, его там, он там в этом списке был, и чтобы его включили в правительство Масхадова. Он был там вице-премьером, по-моему, там включенный. Это работник тоже спецслужб, который одно время, в последнее время занимался, был атаманом казачьих войск на Кавказе. Кстати, Аслан Масхадов даже запись оставил насчет его тоже. Да. Это второе. Третий, Абу Хамза, так называемый, который ушел 3 раза, побеги делал из тюрьмы ФСБ, из тюрьмы ГРУ, от них ушел. И 3-й раз из подвалов Кадырова ушел. Так сказать, ушел. Вырвался из них и случайно оказался так, без документов, без ничего, как-то оказался в Турции. Если он в розыске был. Да. И там он сидит, тоже эти нарративы пробрасывает. Все эти люди, которые пробрасывают эти нарративы, нужно объяснить, кто они такие. Который сидит и говорит, что там, если где-то с Европой, если начнется война, с Западом начнется что-то обострение, то я на стороне России, там, заявляет человек. И вот эти нарративы пробрасывают. И методички всем им выдали. 4-й пассажир, это получается так называемый, непонятно, то ли армянин, то ли ингуш, который находится в Польше. Как его Безродный. Да. Белокиев. Белокиев тоже эти нарративы пробрасывает.
что это виноват во всем, это виноват Израиль, что это он устроил, как будто Израиль сам на себя заставил палестинцев на день рождения Путина напасть, устроить эту резню, поубивать женщин, детей, стариков, тех людей, которые со всего мира приехали на фестиваль в Израиль, музыкальный фестиваль. Они вот это все получили одну и ту же методичку. И одновременно в один и тот же день они запели, получается. Что как будто Израиль во всем виноват. Вот это все. Даже Муцарай про Иран запел, ты чё? Даже Муцарай. Даже Муцарай, который говорил, что они больше не будут петь, типа, все хотел, который захватить Аляксу, там, Иерусалим, про это песни пел. Насчет Нашу этого, молодежь с панталыги сбивал. интеллект Ахмадов этот какой-то там поет, он на его канале эта песня есть, кто-то закинул под именем Муцураева, этот сам Ахмадов, этот певец, потом к ним претензии предъявляет, если вы не уберете, там, то я пожалуюсь на YouTube, туда-сюда, короче. Пробовал Шаришин. Да, ты просто Нет, там, главное, что интересно, главное, что он пел, сейчас что он эти песни пел, и молодежь нашу с панталыги сбивал. все сейчас вот эти вот прорусские, подрусские, они выстроились в одну линию. Вот интересно, да? Все, и Кутаев, и Абдурахманов, и Белаки. И вот этот вот желтые штаны Апти Алаудинов. То есть он тоже выстроился на эту линию и сейчас идет освобождать там с Израилем, якобы вести войну призывает. Ну, песня И не под музыку Муцураева. Да, под музыку Муцураева выступает Алаудинов. Музыка называется «Иерусалим, мы тебя освободим». Вот все вот аккуратно выстроились в одну линию. Можно показать. Вот это про Иран песня тоже, кто бы ее не пел, как бы там, кто ее не пел, в любом случае тоже под эту тему закинуто. Да. Это все из этой оперы. И все это запели в один день по методичке из Кремля там получается. Это методичка. Да, видно, и при всем при этом, а Путин вообще он не в курсе. Русские вообще не в курсе. Вы понимаете? Русские, они вообще, они за евреев. У них все хорошо. Оказывается, мы вот чеченцы, это от себя. Какая-то у нас оказывается что-то с евреями, какая-то неприязнь. Мы с ними, оказывается, в конфликте. То есть на территории, где нас полностью они оккупировали. И никакое инакомыслие не проходит, кроме того, что русским приемлемо. Вот там мы прогоняем антиеврейские нарративы, наши там соотечественники. А русские нет, они ни при чем вообще. Путин очень хорошо отзывается там. Против евреев, еще телефон, Google, почему пользуются Google, Фейсбуком, на транспорте ездят, включают электричество, одежду носят и так далее. Если вы помните, когда вот палестинцы напали, Хамас, когда напал на Израиль, в этот момент потом где-то эти кадры, помните, когда вот в аэропорту захватывали аэропорт, до аэропорта в Махачкале, вот когда захватывали аэропорт и заглядывали в мотор, искали евреев, до этих событий в Хасавюрте началось все это дело. Там это все буча началась. Почему? Там большинство, как бы получается, наших чеченцев там живут, это ихняя земля. Там они пытались устроить эту провокацию. Хотели потом показать на чеченцев. Вот чеченцы, тут евреев ищут, хотят евреев тут побить, избить, поубивать. А чеченцы в Хасавюрте не поддержали. У нас и нету такого понятия, что бегать кого-то там, если у тебя нету кровника, там нету, получается, если у тебя личных там нету, там получается с ними каких-то претензий кому-то. По национальности у нас за национальностями не бегают толпой.
Там эти дагестанцы, которые живут там, они видят, что не поддержали, они справа рванулись, думали, сейчас чеченцы подкатят, пофотографируют это дело. Чеченцы не пошли, они там по гостиницам побегали по номерам, искали евреев там, об этом написали, но чеченцы не поддержал никто. Они что делают? Они на следующей неделе, получается, через несколько дней, они в Махачкале в аэропорту захватывают аэропорт и бегают по крыльям самолета, ищут там евреев. Заглядывают в моторы, ищут там евреев. Потом весь мир над ними смеялся. А хотели это провернуть так, как будто в Хасавюрте чеченцы бегали вот это вот. У них это не получилось. Это они организовывали это дело, ну, чеченцы посмотрели и не стали, никто туда, ну, евреи, ну, нам какое дело, там, никто не побежал. У нас с ними конфликтов нету. Это молодцы там. И старики сказали, это не наши проблемы, пускай кто хочет там бегает. Дагестанцы, как раз аварцы и бегали там по гостиницам, под кроватями искали евреев там. Никого не нашли, потом побежали там через пару дней в Махачкале оказались. Это была спецоперация, проведенная ФСБ. Специально хотели втянуть туда чеченцев и показать, что чеченцы там как будто бегают там. А у них это не получилось, не прошло это дело. И потом уже в Махачкале это все это устроили спецоперацию. Даже видно по вот этим снимкам, которые показывали, там каждый второй, по-моему, и каждый, ну третий точно, по стрижке их видно бывает, это работники спецслужб. По прическе они видны бывают всегда. Это были там, среди них были эти, подначивали этих бородатых там людей, там, кого они там привели, кого подняли, подталкивали и показывали, куда надо бежать, что делать. Были работники спецслужб, там видно же. Это была провокация, устроенная спецслужбами, российскими спецслужбами. Мы это должны понимать и рассказывать должны об этом, говорить. Вот здесь вот это вот. Мы не можем их остановить, показать удостоверение. У нас таких возможностей нет. Но мы видим, это провокация, откуда началась, для чего она была сделана там. Мы просто молчим, не надо молчать, нужно говорить об этом. Евреи для нас не враги. Мы с ними, у нас многих друзья евреи там. У нас не было никогда с ними конфликтов не было. Когда нас выслали, когда мы вернулись в 1957 году, кто нас встречал? В Грозном с музыкой, с чеченской музыкой и танцами нас встречали евреи только на вокзале. Поезд, который пришел с Казахстана, когда мы возвращались. Нужно об этом говорить. И наши дома первые освободили, там, которые даже были насильно заселены, со всем имуществом оставили, все, вернули евреи. У нас нету конфликтов с евреями. И не было. И грузины освободили дома, осетины освободили дома. Все, которые там жили, освободили дома. Они уходили. Мы знаем, что до сих пор 81 год из чеченских домов в Хасавюртовском районе не выходят из нашего, получив по 3 дома. Вдоль Каспия построили им деревни. Такие же названия, которые вот здесь они переименовали, чеченские села. Калинин, Аул, как там еще там у них это вот, переименовали все чеченские села. Такие же села построили вдоль Каспия им. С такими же названиями. По 3 дома получили, не выходят из чеченских домов. Уже 81 год получается. Они захватили, живут в этих домах. Умудряются. И не собираются их отпускать. Все законы, которые принимают, получили деньги из бюджета. Не на свои деньги, а на деньги государства построенные дома. И до сих пор они не освобождают дома. Аварцы и лакцы не освобождают дома. Все остальные, даргинцы освободили дома, которые были переселены в наши дома. Табасаранцы, кто там только не был, там из Дагестана со всех мест снимали людей, переселяли туда. А даргинцы добровольно сами пришли и сели в наши дома. И не выходят из чеченских домов.
галакция не выходит из чеченска. До сих пор не организована чеченская, в Дагестане не организована. У каждого народа свой район какой-то есть у них. Какая-то администрация есть. В Хасавюртовском районе нету, не сделано. Специально разделили на две части. Одну присоединили к лакцам, вторую к аварцам. И до сих пор эти люди не выходят из этих домов и живут в этих домах. Ни район не организован. Ну, я уже немножко в сторону ушел, но я показываю, кто там в Дагестане этим занимается. Все руководство там сидит, аварцы сидят там, рулят, получается. Они и занимаются этим. И этими провокациями занимались именно аварцы. В Махачкале, когда в самолетах, в двигателях искали, евреев искали в двигателях от самолетов. Извините, тут что затянул немножко, Барков, во двор. Который надувает Америка, шарик, который так Америка болтает в своих руках, куда хочет. Но мы понимаем, в Израиле не рядовые сионисты, и порой они управляют американскими сионистами. Американские сионисты загружают их деньгами, вооружением и так далее. Это очень серьезно взаимосвязанный механизм, где, в принципе, и не поймешь, где из них и кто главнее. Но не суть важно это. И вот эту войнушку с Ираном и возможное подключение Америки и руками Америки действительно уничтожит Иран, они посылали нам, всему миру послание: вы нас рано похоронили, мы, сионисты, еще имеем возможности, Америка в наших руках, мы ее вертим так, как мы хотим, и мы, сионисты, Израиль, будем управлять и Ближним Востоком, и всем миром. И как я думаю, и мне кажется, и убежден, это тоже потерпел поражение и крах. И в этом направлении они тоже ничего не сделают. И просто, понимаешь, их инициативы обратно становятся против них, как предъявляемые претензии. В мире, в дипломатических отношениях не принято, когда идут переговоры, как правило, это делает Россия. Как правило, делает Россия. Идут переговоры, есть договоренности, и наносится удар. И это тоже в мире не простят люди. В иудохристианском мире, в иудохристианской цивилизации сейчас нет покорного большинства, которые вторили бы идеям сионистов и поддерживали бы их. Сейчас в том числе и нападение на Иран критически. И самое важное, уважаемые зрители, вы это должны услышать. В Соединенных Штатах Америки восстали евреи, восстали против этого произвола сионистов, этого преступного ведения и проявления Израиля. И это мы все должны понимать, и этому мы должны давать правильную оценку. И в этом случае, если Иран, мы с тобой раньше обсуждали, говорили, Китай и Россия не допускали, не давали технологии ядерные, чтобы Иран создавал его. Но мне кажется, Израиль доиграется, что просто Китай даст ядерные технологии и Турции, и Ирану. А для этого просто надо дать добро, закрыть глаза, как Пакистан это сделает, и все, и здесь тоже механизм понятный. Не надо провоцировать ситуацию на обострение. И это все делает именно Израиль. Израиль совершает ошибки. Это богоизбранность сионистского режима, оно терпит крушение. И они сейчас будут для того, чтобы нейтрализовать это падение. Нет, кинетическая энергия, физика имеет свойство. Чем больше дальше падает, чем быстрее движется падающий объект. Это закон притяжения и закон кинетической энергии. И поэтому они уже обречены. Наступила эра Греты Тунберг, по-моему, я правильно ее назвал, да? Наступила Тунберг, да. Грета Тунберг. Это уже все у этой молодежи
мнение о сионистах уже не поменяется. Но в это же время наступила эра и цифровых технологий брахмана, индийских ученых. Вот с двух сторон наступает с одной стороны недоверие, с другой стороны продвижение индийских технологий цифровых именно в тех направлениях, которые сегодня молодежь востребовала. И это есть не что иное, как последующее поражение. И вот эти сионисты, представляющие иудо-христианский мир, они должны понимать, что в противостоянии они уже не победят. Ассаламу алейкум ва-рахматуллах. Рубрика «Пляжные мысли». Когда год назад, 2 года назад, 3 года назад Путин, Лукашенко рассказывали нам о готовившемся нападении НАТО на Россию, а я сейчас покажу вам, откуда на Беларусь готовилось нападение, и что якобы для недопущения этого нападения Россия вынуждена была начать СВО. Мы воспринимали это как анекдот, как бред престарелых маразматиков, как неудачную попытку оправдать военную агрессию в отношении суверенного государства. Над этим смеялись западные страны, лидеры западных стран. Но сейчас ровно этими же самыми словами лидеры некоторых западных стран оправдывают военную агрессию Израиля в отношении Ирана. Мерц говорит, что Израиль делает грязную работу за всех нас, за западные страны. Великобритания, другие западные страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, солидаризировались с Израилем в этой агрессии. И оправдывают они это ровно теми же тезисами, которыми это делал Путин. Про Израиль я вообще молчу. Понятно, что это страна-агрессор и оккупант в своей основе. Но те страны, которые на протяжении этих нескольких лет осуждали Россию за то, что она делает в Украине, теперь делают ровно то же самое в отношении Ирана. Ну или поддерживают того, кто это делает. На мой взгляд, невозможно представить большего оправдания действий Путина в Украине, чем поддержка действий Израиля в Иране. Никто так не оправдывал действия Путина в Украине, как это сделали лидеры некоторых западных стран, поддержавшие агрессию Израиля против Ирана. Давай посмотрим на периодичность действий, на хронологию. И что мы увидим? Ну, Иран, сколько там государства стояло, допустим, я сейчас не за тысячелетия, да, возьмем там ближайшие 100 лет, да. Тут появляется Израиль, оккупирует палестинские территории, и, естественно, даже если с того дня Иран стал бы конфликтовать с Израилем, это было бы адекватно. Да, и любое действие Израиля в отношении Ирана было бы неадекватно. Но у нас получается наоборот. Только у Израиля есть право реально ценнее Израиль. Израиль, который ничем Украине не помогает. Израиль, который вполне очень хорошо, тесно дружит с Россией. В России запрещено критиковать Израиль. Да. Запрещены митинги. Мы видим, что в Дагестане произошло. Да. Ребята, которые связаны с этими аэропортовскими событиями, получают по 10-15 лет. Уже и терроризм обвиняют, там уже находят. Да, что они такого сделали? Даже если предположить теоретически, что они поступили, нарушили какой-то закон, то это какая-то максимум административка в свете должны по российским законам. Хулиганство. Да. Но они никак не 10-15 лет. А почему это сделано? Для удовлетворения Израиля, чтобы им показать, что вот Россия там с ними дружит, что она не против. Запрещается проводить митинги. В Чечне в оккупированной Ингушетии, в оккупированном Дагестане запрещается проводить митинги против Израиля. И после этого нам говорят про какую-то там произраильскую позицию там, и так далее. Израиль не то, что важнее Украины, да? Давай будем. А где Иран напал на Израиль? Ах, прокси? Чьи?
Ну, если посмотреть серьезно, то основные прокси, которые наносили удары по территории Израиля, это прокси вообще-то Катара и Турции. Ну, если уж так совсем серьезно. То есть они были главными врагами. Но что-то я не вижу, что кто-то долбил Турцию, которая еще, напомню, добавила страна НАТО. И когда после этого говорят на полном серьезе, что у Израиля есть право, а у Ирана этого права нет, Иран, который разбирали на протяжении долгого времени, в отношении лидеров которого проводили теракты, когда убивают ученых, и когда на полном серьезе Нетаньяху заявляет, что не-не, минуточку, я не даю никакой гарантии, что мы не нацелим удар против лидера Ирана, тогда понятно, почему приехал когда-то Беннет, премьер-министр Израиля в Россию, и умолял, чтобы мы не трогали Зеленского. Потому что Израиль бы в первую очередь уничтожил, если воевал бы с Украиной, Зеленского и всю эту клику. Израиль бьет по Палестине, бьет по Ливану, бьет по Ирану, бьет по Сирии, убивая. А мы, иншаллах рахман, до вас еще дойдем. Я это знаю, потому что всю свою жизнь я готовил себя к этому. Мой меч всегда будет при мне, иншаллах. А сегодня мы с вами являемся войском Иисуса, алейхиссалям. Мы это ни от кого не скрываем. Мы заявили об этом всему миру, пусть весь мир знает, что мы и есть войско Иисуса. А сегодня мы с вами... Tundela tahan Западу нису ячун. Западу ина ячун нису. Асюхаба противостояние Запада и России на 100% на стороне России. Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, который готов отдать жизнь за Россию, и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится. You regard the United States as an enemy of your country? Америка не такая сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушит, автоматически наши ядерные ракеты полетят там. И весь мир мы перевернем, знаешь, рака поставим. Вот этот есть у тебя, Алаудинов, который тоже идет джихад делать туда. Удача будете вещать. Израиль бьет по Ливану, бьет по Палестине, бьет по Ливану, бьет по Ирану, бьет по Сирии, убивая. А мы, иншаллах рахман, до вас еще дойдем. Я это знаю, потому что всю свою жизнь я готовил себя к этому. Мой меч всегда будет при мне, иншаллах. Вот все представители русского мира, представители потом полностью, их поддерживающие, их там все сторонники, они выстроились на одну линию, как мы видим. Вот тут даже к гадалке, к бабке не надо ходить. Все прекрасно, на лицо видно. Другой вопрос, кто у кого там, кто через какими методами туда в это дело, да, там как бы втянут, да, кто какими методами в это дело, к этому делу причастен. То есть там кто-то по работе чисто, другой там по денежной составляющей ведет эту пропаганду и так далее. Вот это точно как бы мы не понимаем, да, там не можем
каких-то доказательств предоставить. Но то, что они четко все на одну линию сейчас выстроились, на русскую вот эту, на линию антиеврейских настроений, вот это вот четко просматривается. Жалко тех недоразвитых эмбрионов, которые верят в эту чушь его. Слепо идут. Два лучших лидера, которые есть сегодня в мире. Один христианин, Владимир Путин, а другой мусульманин, Али Хаминеи из Ирана. Я не шиит. Но когда я вижу, что кто-то восстает за истину, я обязан это отметить. Как одинаково все поют, да? Маша, Алла. Древний град Мазендера, полон алчностью невежды. Древний град Мазендера, твоя опора — это зов твоей души. Мазендера, это безвинных ран, полон алчностью невежды. Древний град Мазендера, твоя опора — это зов твоей души. Узор мирского — это просто миражи. Не упрекай себя, что срок земной так краток. Ты писал судьбу и выбирал не ты. Ты лишь скиталец на дороге бренных дел. Не спуску с выпитый кусок последних сил. Ослабли ноги и открылись с ними язвы. Бальзам прощения, и я помолодел. Твоя опора — это зов твоей души. В храм покаяния спеши, мой брат, спеши. Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок. Дурилка картонная. Обмануть хотел. Тейпан милухает они. Бедуин. Мила? Бедуин, ну. Тейпан. Som terror i Sverige. Интересно, послушайте, еще лока банду, мазутера. Что его сподвигло на это мысль? Какая мысль пришла, чтобы написать такие слова и спеть песенку? Persija šeit dēšana ir lokšaru, vai dēš bērkan. Šeit dēš bazbēš. Ja, šeit abēšek degā bolcē, man sabori. O, bolkas, viņš ir bolkšbu. Juho,
لبعتنا على تام بوك شو مباتي هو قاجات تبدو أو إيرانير وإنا قاجا بروست ميتشو الهر هو بشي ويش طلوش ووتشو لا مسكر ديلينزن Да, как-то одинаково они все начали петь под одну диктовку. هو كان قاجا كنت هر هدو إنه بريا ويش طلوش ووتشو شيق لوشوق شاعل لوشوش полный до изят وهذا جماعة بيتش باكيت الأكشوال ده هو بيتش هو تيار وبدأت تشتغل هيدو شوفي سنة جيفرة تيوش هر يعني هر هو إيراني نافشة أزالش هو روسيانش إسرائيل تعلم بوي روسكي إسرائيل ده شوات ويدو هاي هو يعني هو صراحة جاد متشاو جاو دي شو وبشي بناتي ياتن полный бич пакет اللي شو هار هو دوالي نقول حقوق حقوق القدس حقوق عربيس طلوش موات حقوق لا لك это что Да, но при этом, при всем русские, они вообще ни при чем. Они как бы не против евреев, они якобы не антисемиты, они не антиеврейскими настроениями обладают там, ну, или у них нет антиеврейских настроений. А вот чеченцы в лице их пехоты, полностью их на 100% исполняющих приказы вот этих вот личностей, эти личности, у них и антиеврейские настроения, к ним, как ты вот сейчас сказал, который Бублик не может сказать, Кадыров, там, накачали его чем-то уже непонятно. То ли сам он уже слишком нажрался наркоты или чего-то. И не может Бублик сказать, к нему приезжает там высокопоставленный какой-то чиновник. И якобы там встреча какая-то происходит. из Ирана прошу подчеркнуть из Ирана именно в конфликт дайволечен Иране والحقوق الإنسان شوف Путин вообще не в курсах noch чебук как обычно отдельно что это умшливаш Да, да, мы, понимаешь, мы на грани грандиозного шухера, ядерной бомбы Аллахуди думаю. Нам как бы остановить эту ядерную войну. Тут у нас вот глобально в геополитической системе УКВ, между прочим. худые-то совладалась не говорит худые-то Держава. Если даже начал ядерный... Enemy of your country? Америка не такая сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушит, автоматически наши ядерные ракеты полетят там. И весь мир мы перевернем, знаешь, рака поставим. Вил. Смешно, если не так печально все. هو هو ده شارع هو تشي حواتنا
Ну, рационица. 5000 самолетов одновременно шедях повоз, сбитые дыши, дыши боже. Кто-то ему бил это в голову. Аллар, Эсвил от Дон Арчан как раз очень хорошо он зашел и показал, как вот это работает. Точно так же можно поблагодарить и вот этого Мухаммада Додик Аль-Фаед, по-моему, его звали. Тоже хорошо. Как раз четкий пример, как действует уже жертва пропаганды. Очень удачно удалось преподнести, да, информацию, что происходит, как это все работает. Как одни в общество забрасывают это нарратив и как на других это потом влияет. Да, вроде взрослый человек. Всего услышать такой бред невозможно. Лукашенко وحماس على تشتغل التي كانت في الكتب المدرسية. لذلك لم نحن نشعل هذه الحرب، ضمائرنا نظيفة. كيف أن بدينا الأسلحة البيولوجية، أكبر محطات الطاقة النووية. راجل نوتش بوقو دنيا تعطاني برته لتشبش Действительно, مسيتي. ايه لو يستاهل موضوع شو ما سبيت البتاع Marshall da Masarga. ما شو خلي في ايش المتاح ناسنا أصلا. ايه عينك سعوديين واشكا تشوكو يا سنوكو يوتيوب جون تيجو ارتري لحكي كمان فرمتي عليه تيجو мясо нужно пехота Аллаха что-то обначало бесплатного мяса нету у Аллаха мясо закончилось Ens Dejjal وخشوبوخ نسي تيم دايولي كان دبيل سمعت رشتاشن Dejjal güç velle مناد وجهه معدي ودوغا ووسن أي ساجنة نعطيها ويخشوشين دبول شازبا Знаешь, полный пух яйца даю шире, чедить було дом. Волос динуся, что не сгурдо сундук. خلي لو طعمي عندي ايش فرنسوس كسبتنا ضربة دير قطع وابيشو Цултя не Сирия, ско шо Сирия мовесне, не читен сиго да Сирия уже гучу долга ги на бо хинц гучу бо сега ма бо ете париш. Аласан активиацинс. Это сейчас люди видят, что жират хэква, что штаты гивит чиоти уже дебил, шкез би алах чил дукят да это. Я ми дукят.
عيسى عودتي عيسى Дебил, бат, но все равно я считаю, что вот эта информационная работа, она информационно-просветительская, очень хорошо влияет. Потому что все вот эти сторонники исламских государств, которых пришлось переобуться, которых мы переобули, уже откровенные вот эти вбросы не решаются делать. Некоторые феминистов переделались. Другие там начали возглавлять ансамбльные оркестры. Все равно, рестораны рекламируют. да, все равно вот это дело, оно просветительское, очень хорошие плоды дает. И Ибрахим, без жертв и эффективно, во? Получается да. так, без жертв эффективно. Нормально. Эффект есть. Просто декерсон арчал нахуй штан телевидение кой шук телевидение кой шук канал что у миллионникс канал что лилил жонос просто да ванти я херсон эрит подавари нит шбалари полно кай пух да я не сташу то шмодер пол доли поперек как да ехать можно. Я шо дня да я خاطر يعطلي لترير كويس نيس تانشرا شاش مبشي تاني интернет чуёлаце аш Путин сан киевч да язын гяциш голубой почта ивеш курятся что я это интернет вообще ялаце аш говорю элчи Голубиной почту. и посольство ну да скажу что о как голубиный почта голубятный все курятник сейчас свои башни ساز حماقة نيشة يشياج وشمعي И самое и конкретные претензии сейчас Израиля не высказать, я и не само создано. Вот асвело, что асвело. والله ايش يا كان وجا ايران ايش الوقت بتلاقوا ما Мазудеранский, ты гори. Халев, кэс даст это азбука морда часами кнопки штете, тик-тик-тик-тик, можно передачи и рёлся. انت 1% 1% ويقوم هذا مات دالش على العدل وخوخه تا problemen persoon daar ehrlich is of of voor die knie zet u schaaf voor die voor deze zo alles en عارف طبعا غاري شوية ريتش شلون دي ولا دعمك بوشوت وقت حياة نوشنوش непосредственно هشاب وقت كيجن اشباعتش بوزا بوش وين شو دي كده عادي تاعه مش ناح مو وين زادين شوية صدقات أنا عاش ونحوش فو دي كني زت u schaaf بوزا Sen Mijawa, visst тоже по теме войн. Itsel sakiem humella degeit. Ибрахим, до этого дешевле растанем YouTube ролики нет. Илон Маск это политическое убежище ехал больше здесь он в России. Что? Да, ел, кому говорил. И в теме, в любой теме, да. حلوة مش ضوئية الرادار شديد على ضينا لا تشكر واجدات أنا ضوخهم هذا ميتين شيء يورو تاع رفعت قوات مش عارف شو إذا استمرت إسرائيل وهنا هذين بيرق شيء هذا في فلسطين أنت إيه هذا في إيران
يسري إيران أيضا شو يدوش من ياهو هو من ورا ده ده بوستيش مثلا نخوي بوتين زم طبون كراميد لي وشيكوي إيراني ايه والله أي طلع سوتش يتعادل بوش حيز واش موجودش نسيبه وتلاش تانا او شو عايز يشتغل ماتسون سيو عواسة سوسون سا خيوتا سكان كريتنس إذا نيوغ تريتين شيء ويسكت شابجي سكامل ديش خنا هاوش يتصل ينار هنيشوا ي خبا الشيء ده نقام خبا السوق أدم أردك وجه ديالواش عقد ده إن بيش إيشا دوما غاز كشنديت سادينا سائر إسرائيلي سفلسطيني سائراني بوش يتيم دايا ها بيرش بونا خطران شيء конкретно جرال да вопрос че у меня нет никаких проблем вообще нет проблем со цифризацией доллара и со чипированием со урбюч да ахач хорше саммагне да еттена кутайва вег тузик вег так табу عامل بوصوص بيوكي شايف بيوكي زكايو شابك يبقى شوية ما دعيت إنها ترى ما زكايو выступать яшу Израиль нападением на Иран взял позицию в сторону Путина. Представьте себе. Сколько худуется до СН? Это подрусский шнир мои. إنها بيعبوا كديروا وفرش خليل Путин يستولي نسبقش مريانيات نوس بيجوا. إيش хош сан дёлбу бош верш акадо личные враги Путина шавги санмагре дайттара сум чо интересно дусая хатта сунда са жваплуш сауи окшо асумда. Но Аиза Аиза 100% разложить иду по полочкам. Аиза а политика хеч волшеб иду бузовденем цедо заром политик мон ездил. ويقدر إسرائيل لا تسوندين زين شديدة إسرائيل ومواصلة ما تدين هو تاع وغرنيسيا باتسينا فايتش بتوس تاس وين ما سيت إذا كلمات جينا بوش وين بوم نشيتين بات وبيرش داين بات وبقينا بين بات وزدري عزينا بات وزدري عزينا بيش بقينا بين وين مش بوها إغاز قيبو صلحة دي حبه كان عرب وبوش بشترى خليلين هم تانيش بينا ويصعب عندوتي أصلا ويمصوا بتناس عوض تجي ويمصوا بقوليتي اللي جوته ودايش زوجتشتان تاع كونفليكت وماك زوجتا زوج صون نيتشنا شان خزع حياتيش تون جواب داتس وسمان Do Aisa Alatoa to 100% every. Настоящий мужчина тот, кто знает, кто его настоящий враг. А гонахана враг милуат хастош укан. هروشون هروسروش هردوشون شيء شيء ماستو ملو آلا تباحوش أصبح أنت يك أبشاس لوشين صار فلسطين صابر دي فلسطين أتسويش نوكشو يساتس واحد أولا دا أخير مهم ديت وحنوكشو واتسا نوكشو من دوك نزات هم دينوش دواشها فتر محاو يسوا محاو شويتنا دوش ألا وشول تقوات عوني سوني فلسطيني تواتش دات ونوكشو شويتي شو دا دور تكم دات وحي ماستو منو خاتك لا نحن وين بينش نعم جدك واش قليل مدات شو بيحكيش اربع باتي ومنتي فيتش شو اللي يلدو شو نعم ما بوينتي تشوها وشنت هم يعيتنيا وما دنيا نوخشون فلسطين نمسكي هم يعيتوري تيغورو بوليل وافريدليتنيا اغوش بو لدر تقوي شتو غير نخ با الدنيا وتجح هم يوتك كنت
شا نختي شو دعوة شو يرك هو شو هاي ما تخلانه هو شو وما يوتكل بايس ديك دكولي هو دنيا الأرويل سو وجهت وقت سو كيوم دات اتبيوخ الأرويل ديون نسيو قرولي دات ويل اسو Hint YouTube кегошто чах масит геносон палестинский царь лидерш царь Бог. У нас нет никаких проблем с этими, с евреями, с иудеями. Тот свял, да? То чисто от Израиля вял Бог царь. Израильтяне царь. То есть против государства они типа, но не против самих евреев. Или иудеев, или христиан, это все наши братья, мы их любим, Богцу. А Красный Кавказях, Кавказский, Бузулнаханюках, именно и Жюктюбуэл, Штеш, Хулк, вы гунядник, святыни, вы мусульманский, вы ваш Бог, из Палестины, проблем, что и изош. Санхайтиш, интересно, вот с палестинчан. Христиан, иудеиш, дук безе, аканхах уж деш, дуйтиш цари. Не, проблем до чипирования, цифризации доллара и вот что дух сам проблем, а Изве, бусул бошуресан. Her куда ивеш он чипивал. Дерете, her вообще, я да и бака, как он чипит, а цифризация доллара к нему какое отношение имеет просто? Чипилы. Она божил чуа, кутник лилош вешол. Ибрахим, какое он отношение к чипизации, цифризации доллара? Это Мухаммед Аль-Фазан. Даже если ему чип вставили, это как бы свою личную неприязнь тому, кто его вставил. Да. И 100 грамм это чип, да, что и я он вот цивилизация я за, что он вот его шумят, Не, эсэм чип даже юлшил, как он куда юлшил, ну, хану еще. это он, он к чему он относится дома, он вот вообще вообще. Не, хаком на, заузы шинц, да он за бюска. А сегодня мы с вами являемся войском Иисуса, алейхиссалям. Мы это ни от кого не скрываем. Мы заявили об этом всему миру, пусть весь мир знает, что мы и есть войско Иисуса. В 90-х годах, ассаламу алейкум, в 90-х годах, как мы знаем, существовали ичкерийцы, подавляющее большинство которых провозглашали одно, а делали совершенно другое. Эти христиане, неверующие люди, они все это собаки Аллаха. Но сегодня, когда этот враг, агрессор, оккупант зашел сюда, я призываю мусульман всей России и вас тоже, дагестанцев, чтобы вы сказали правду, как она есть. Появятся такие, которые будут говорить, это была фальсификация, Кадыров кремлевской. Да если я кремлевский, я горжусь этим. Провозглашали одно, а делали совершенно другое. Будет трудно, но цель, иншаллах, это есть цель, значит, построить исламское государство. Потому что это только спасет нас. Наша конституция – это Коран. Если вы жили в республике, вы должны знать, какую позицию я занимал, когда было шариатское управление вводилось. Я всегда говорил, нельзя этого делать. Я был противником введения шариатского управления. Провозглашали одно, а делали совершенно другое. Ну, ты собака. Аллах, Аллах. Халиф, это была один костекский латвин. И Рамзан, да, мог свой шелчан, он распустится, да, на дате рабочий, что и Амад Альберт, на будет. Не, тут просто вот в ситуации разницу. Вот эти всякие Дон Арчи, вот эти всякие Кутаевы, они навязывают вот этим людям, да, как вот это Додик Аль-Фаед.
что чипы вот это им вставляют, то, про что они говорят, что это нормальная реакция, весь мир проявляет такое негодование. Вон, видели, Роналду плакат поднял, вы видели, Грета Тунберг туда поехал. И эти начинают на этом как бы, ну, поддаются, да, их вот это пропаганде, и они воспринимают это, да, вон, они что же так говорят. Дело в том, что, еще раз, 100 раз повторяюсь, даже европейские какие-то политики, либо организации европейские, американские, без разницы, которые критикуют Израиль, они не выстраиваются на одну линию с вот этими, которыми в одно место чип засунули. Они сразу абстрагируются от них. Вы вообще дебилы, мы не про это говорим. У нас тут другая тема. Мы не о всемирных заговорах. Там среди нас тоже есть там и евреи, и всякие, да, которые недовольны собственному там соотечественнику критику делают. То есть мы вообще не на этой теме. Потому что эти люди могут трезво сделать критику, еще раз повторяю, всем исламистам, без разницы, евреям, кому угодно, где какое-то происходит, по их мнению, да, там нарушение прав. Единственное, в отношении чеченцев никто это не делает, потому что из-за вот этих чипированных нас всерьез никто не воспринимает. А так, отношения других, они где считают, что там нарушение прав, что-то такое происходит, и там они на этих позициях критикуют ту или иную деятельность. А когда тут чипированный выскакивает откуда-то или какой-то игиловец, и с ними на одну линию хочет выстроиться, даже эти люди, повторяюсь, которые критикуют, они абсолютно отделяют от себя вот этих вот невменяемых. То есть они их негативно к ним относятся. И вот так во всем мире негатив. И вот эти все, кого зарядили сейчас на вот этих темах всемирных заговоров, на чем не стоят люди, критикующие там Израиль и других, они не стоят на этих темах всемирных заговоров. Там, да, там есть какие-то, которые чисто за деньгу, за арабскую или русскую деньгу пытаются эти позиции продвигать. Но нормальное, меняемое общество, которое правильно или неправильно критикует Израиль, они абсолютно не в таком ключе это делают, как вот эти вот чипированные. Вот из-за тебя разница. Ты если какую-то меняемую позицию высказываешь, а потом можешь точно так же покритиковать там террористов Хамас, точно так же можешь покритиковать. Вот недавно то, что в Сирии расстреливали на людях, оседлали их, катались из-за того, что они не их конфессии там, из-за того, что они как бы инакомыслящие по отношению к ним, расстреливали там, вешали, я не знаю, там издевались над телами, все что угодно там производили. Вот это тоже не приемлют. А вот эти чипированные, они там как бы уже до того на этой пропаганде сидят, что они говорят, правильно это они делают, а вы вот так вот сделали, поэтому они тоже делают. Нет, так это вообще кардинальная разница между людьми, критикующими в цивилизованных странах там какой-то там израильской или другой политику. И вот это абсолютно этих вообще не то, что там критикуют, а их вообще за их деятельность абсолютно еще больше вот этот негатив, и он, к сожалению, массово потом против нас потихоньку настраивается, потому что чипированных тоже много слишком развелось. Да делать им нечего, что чипировать какого-то Мухаммеда Аль-Фазана. Я просто не понял доводы Донахчи тоже, когда его спросили конкретный вопрос, что он имеет антиизраильского. Он говорит какой-то про сайты госуслуг в России, он начал какой-то бред нести. У них вообще ответа нет на этот вопрос.
Не, он просто интригу пускает. Да. А чипированный не понял, что он сказал вообще, и никто из нас не понял, да? И он думает, что там какой-то смысл в этом заложен, какой-то там непонятный. И вот все эти, какой-то Дон Арчо, он какой-то умный, он, значит, понял этот смысл, и там за этим, все, там какой-то смысл был, да. И вот эта интрига, она вот так вот работает. А вот Дон Ахча, ты когда спросишь, я что, я ничего, да нет, ты на меня сейчас, я вообще никакой не антиеврейский, не антисемит, не. Все. То есть я не я чисто, мне не говори, не, на меня это не надо, я же не такой. В сторону уходит, а весь этот негатив ложится в общем на наш народ. Ты отряхнулся и ушел в сторону. Молодец, да, ты чистенький. Кутаев там или еще кто-то. Тогда лобовой вопрос зададут. А вот это пускать в общество, это дебилизм, понимая, что общество, тем более, да, те, кто понимая это все. Вот так вот. Ветеран Маршвола. Кучва умер, чувствовал. Слишком заняты на сам микрофон. Дистанцию. Aš voli ovdje ladu, som nek aceluje vert, no. Aš voli ovdje, no, štit putat. Aceluje. Okej, licemeriat. I cerke jahtsahjeć. Färre dyč, duj. Aceluje ol. Era som. Nog eerst from that city, okej. Nog interesse, jo, zeg meldel dukkar dyč. Meldel Ar hinte Siriya tuambosh. Ksir tik tuambesh. Yeri, ksir mayeri tik tuambesh iranski army. Ak Hezbollah tik tuambesh. Ser bayan buko keru, busul veju box, suni iç bu boş. Atsakhiyech. Bayan buk ter obşek iz bayan buk. Hoş mulch awar barti etkheni shaytatek awa maghalir halat. Intosh irani yahdwaglosh bosh. خات دوق لذا دوق خلمة ديزيت أدوحر ها دوق دوي سا أبردلي تسادين سا دوق وساتيش مين هوال هوك بزيتي هوال سا أبردلي تسادين سقول ساتك نوكير خاتسون هو بزيتي أوكير سا دا محا مسار هو لوها جوات إشت قاس يوكران بس إشت ألاس دوتشون سا ريز خروات يا ستانوس منشن ستوي موش داجة ودي نوچي ستوي أوليش يبزيتي ويرزيت تسبحوش أني سموتي توت كاك وكروكسي كاك ستاد دا Ja luče kak stada oli, da I uker meni I. Ot, vem cel je loš. Ela nohču omar pajden muhir varti, hudir derti, hudichir derti oli. Isht wali asama tana. Her ne boş ha hudir du pajden. Men lo war her debil şu her mastri boş hudir. Hamel verçi ba sa yüce seviş uk da verçi kar. Her nohçu bu boş her ve döytür doştat. وخاص كده تا هون يا ريزولتات مين يرقى دير يرقى لسه لسه Я хочу ролик один поставить, музыка. Там чуть-чуть он нецензурно говорит, но очень слова неплохие. Я там извиняюсь за его нецензурные слова, там несколько. Ну, не послушать нельзя. Тоже очень хорошо спел парень. Так коротко такое, песня. Вот селанду томарду элдел. Ведь хаза лиса да молодисти да цвай худа диза цвай нохча. Вай нохча лилер ца гойта дук вай волиду элот. И вай лилер дат. Ist gait dizа дук вай. Ундача her mas her yem her mas دائما خلشو. يبرتي كاتيا شش دليل mas يات. فهمت يا اوكي سابزي ده وين كدو وي ليلر ца. Вот ишь гайтиш дукой.
هورش قشي هورش منين يخليش يشبمات او tam eller وق ولا eller وق tan her dayaziner boşlat iş değil yaşıyor. Şey pozisyonu elişiyor batır. Büyük du elişiyor batır. Sen de ders, en du elişiyor batır. Velaş her büyük du elişiyor çoltak. Her sen düşün. Her velil ve iş yatçın, her vez doğuşlatçın, her ve komans doğuşlat. Her yıl iş yahdüşün. When elişiyor bolnak bat. Saat muhir o. Sen ha muhutturut. Mel büyükum giyiz, mel litemer giyiz. حامل قام سديش خلويزو بيوخل حيقوم انت لا تويليل ويزر بوخشتات دير سيس ويم بيوخم نو ليل ورنو ويليل وردا تسندل ويليل رتا ويش دوتي جيت يزر دوكوي وي بيوخم شوتي نوخشي مالك بوخ لوتي وحتا لوتي قولش اخي يلسمن يلي يخشوتي دون قولش واخي دات ويل غاوي ويلش ليتي مريتيش يلسمن ايش تسلو يخوي ويش رابسكي يلسمن يستوش За свободу Палестины только полная скотина может так спокойно ратовать. Кто ж вас воспитал, ублюдки? И какие проститутки вас на свет надумали рожать? Те, кто искажают факты, злые варварские акты против мирных женщин и детей. Расчленение, теракты, похищения, ну как так можно покрывать этих бледей? Вот останкинские мрази, сколько льют говна и грязи, вы морали взялись нас учить. Вы бы лучше помолчали, мы всем миром подсчитали, сколько за 2 года вы успели погубить. Соловьевы и Пашковы, Симоняны и Гордоны, вы бы рожи спрятали в сортир. И в Чечне, и в Украине сколько бляди вы убили, из людей невинных сделав тир. Мусульман бомбят всем миром, и талибов, и игилов, курдов, и чеченцев, и афган. Разъебали и ливийцев, но крышуют палестинцев, видите ли, им велел Коран. Как бы вы ни усирались, не бесились и не брехтались, был Израиль, будет, да и есть. Факт истории, скотины государства, Палестины не было, не будет, да и нет. Лишь руины до тоннеля, каждый уже на прицеле, скоро нам дадут зеленый цвет. Факт истории, скотины, государства Палестины не было и уже не будет, нет. От ООН до Тегерана, от России до Ирана, вот что мне сейчас вам есть сказать. Дружной варварской толпою палестинцев взять с собою, нахуй дружно можете шагать. I diker İbrahim. Hayatı bu ya etanson İbrahim. Çoğu dikeri. Комментарий я зёкасец израильтяне. Да того цяне хазхиети дат. Белгар даже просто языч велх шу эл мегидош. И так вот да того хазхиети нохт шен языни. Шейк харумер. وشاشون دين هم ما دات شيت ماستقل هون ليلدو. بوخش دات سان نوختي شو يازيت اتسل خزخيت. نعم قدر. وشاشون هودين هو دين هم ما دات شيت اشتوندو. ويتات ماستر كيكين اقوى تدي زاول وي موديز تات ويت نوخش كيكين هم ما دات. شي نوخش ماستر دو ويتات كيكين عارفش دا فلسطينش مسانات اخيتر. ها وجدكش تديز وي ماستر بوي دير بات سارم كيكين وي دوك كيكواش. ويدوك تاج ماستر كده بروست رياضي يا شلوم يلا يا اخي يتكسون ونك هروجتك قامت وي ماستر ما تهجتك قامت سم دات هو كيري دات شو ما يري لهم شيات ويدي تشي باي سوش ما يات شو ما يري لهم شو هربد لما سوي ارتاي الشمس جاي ير لو جيخش دات هرش كومنتاري يا شي غوشي تاع دي شو ما دوت اشتياخش دات يازي عم يجي دات سام يازي يا هريوش يا تو مال دو ماتش كلا كيما انت يا حويش هر
ياتي تشك دل مجيت نعم كده حوجه غيرش تتسال كتاهم ما تدو ميجي شو بورشلا ميجي سويت هون شو داجه تشبيح ديش اربع الا هوش ياتوش ما ياتوش يدش اتلنيسني هات يا خلج تشبيح نش اربع اتني هات موني اردو ايش بيحكوا بيحكن الا بايز يدوق دين دات وين جوتكس باستل دات وين ابروت شي ناقواس تخير ويقوي سونز ناقواس تلديلو ديسك im naaqwas tuwa khalqi doon mil khir waat soo leederta gool hon naaqwas khir ma waat soo leeder wal in naaqwas tuwa khadi shtay halilerta do tan lielsh do goy gool shtay arb stalger iwelch saga hawish san tabbaget san halger shnir yatyash way naaqwas khir bat هرقام قام دوغي شا نوخشي وخي شي قومن شي كودلور دوتي هو بيدان غيلور ورتي الدات ديال بيت إيش أخبيه نوخشي خيروات لو كان نوخشي مو خيلي ذاتها عندك شو دون دا دوتش أو بوليتيكا ياتي نوخشي خيلي ديالواش إيماجكشين إيمانش يوحكي له لا مولا يسمير يرتون يرسي يوخي اتشوح نوخشي إتا ماجك دوي اتشوح تكرواتك هندالش يوحك أتبليني قيوما عيد وراس سابر ديال هر ماجك دوي شو استدرجات يرتو أتبليني يريشو معيد وما سوابر داتشو شو يحشدوه ما عندهم قوش سدواي شو ذكريوان تاتو غور واشتق واتشو إلي تميرشتين بولي يبورشيو سبشات يتاع تشمو يحشرا قوش يقوي تيركويرتشو عديك هاركسون تا دواش شيقر دواش دو شي منيني يوشناه مبات تشو منيني موقل تلقن وهاتي يحلوتك منيني كلي بس جوتكش داتو خز خيات هذا تشخيل أورولي حياة زوق بيالخش بو المقردو اتنو دوكسان واش يحشون هودين وين هودين زار ديتيش هودين نو عربي عبال بيدا كدا بير بك حوسيش هم ما يخريوش ياتش وش ما اقومش Насчет вот это Израиль-иранская сейчас ситуации тоже надо подчеркнуть, что Иран как народ, иранцы, их только поддержать можно и желать им, чтобы с помощью вот этой израильской поддержки они избавились от вот этого режима исламистского, от этих мул, и восстановили вот это государство, которое 40-50 лет у них назад существовало, нормальное, цивилизованное государство, и свергнули, чтобы вот это существующие идеологические вот эти вот группы, скажем так, да, которые захватили власть в Иране, чтобы у них все наладилось. Только вот это можно пожелать, как иранскому народу. Чтобы вот эти русские друзья, всякие аятоллы, короче, эти муллы, они взяли их к себе в Ростов. Туда там их останки и вообще, что от них останется. А вот эта ситуация тоже, вот евреи должны знать, информация тоже должна быть у евреев, что некая вот эта автономный городок, который в Чеченской республике сейчас передали палестинцам, каким-то палестинцам, да, якобы, которых туда завезли. По сути, там и сирийские работники в Сирии, вот эти там сексоты всякие, которые с русскими работали. Ну и палестинцы там тоже, соответственно, есть. Вот до того, как еще напали на день рождения Путина на Израиль, за 2 года до этого уже построили вот этот, по-моему, за 2 года, да? Если я ошибаюсь, можете меня подправить. Еще до ситуации вот этой, до того, как напали насильники на Израиль, уже заведомо этот городок там построили его, и он как бы уже существует. То есть это тоже говорит о том, что это уже было как бы в проекте, в планах.
И этот городок нам впоследствии придется аккуратно его переселить. Не из-за того, что там каких-то беженцев мы не желаем на своей территории. Беженцы после восстановления нашей государственности у нас тоже будут, скорее всего, да, иметь право проживать, но беженцы, которые у нас будут как бы считаться вот в статусе, то есть с тех регионов, которые действительно нуждаются в нашей маленькой республике, в нашей помощи. То есть это нам надо будет определять. А беженцы, которых привезли из Палестины, миновав всю Россию, да, пролетели мимо Нижнего Тагила, мимо всех мухосрансков там, и взяли их туда, на нашу территорию, нам посадили, вот этого добра нам не надо. То есть это будет возвращаться русским назад. Русским, там, арабам, кому угодно. Потому что мы будем рассматривать там в дальнейшем, нуждаются ли люди в убежище или нет. То есть люди, которые с Русни бегут, я считаю, что вот более вот эти вот люди будут как бы приемлемы, да, там, для беженства. То есть для режима, которые бегут действительно от диктаторской системы, и которым негде больше найти убежище, и он там к чеченцам за помощью, которые приходят, вот, у них, короче, очень такие веские должны быть причины, да, на то, чтобы их приняли мы. А люди, которые миновали все арабские страны, 20 с чем-то арабских стран, огромную Российскую Федерацию, их степи, поля, там, где можно таких городков тысячами настроить, и взяли их к нам туда, запихнули, вот эти люди, это абсолютно не как бы волеизъявление нашего народа, не наше решение, то есть этих людей надо будет после того, как мы с Россией полностью уже там отношения все как бы будем налаживать, да, уже. Кто этот микрофон включает? Я не пойму, не дает высказаться. Жду. Ты хочешь что-то сказать? Это легко решается. Паспорта, гражданство не дать, и все, пускай уезжают. Никаких льгот не будет. Они уйдут. Да. Когда будут решаться наши отношения с Россией, эти их люди, которых они нам туда завезли, их надо будет возвращать русским. То есть им нужно будет... У них же культура одна, они даже песни поют вместе. Они вместе призывают насиловать украинских женщин, с палестинцами поют вместе вот такие песни. Как раз у них одинаковая культура, насильники, мародеры. И им будет намного более ужиться в своей среде, более подходящей. Поэтому я надеюсь, что в Воронеже, в Нижнем Тагиле, в Мухосранске, там, в Питере, в Орле, где угодно там, в Новосибирске можно будет большие городки палестинские построить и туда их аккуратно переместить. Ну, вообще, мы тут часто тоже озвучиваем этот проект Палестина, его давным-давно пора закрывать. Зачем с этим проектом играются? Вот это вот непонятно. Зачем бедных палестинских женщин, детей, стариков, мужчин, зачем этих людей мучают? Зачем из них дают делать вот эту вот разменную монету? Зачем из них делать вот такую вот среду, которая потом спекулирует, которая потом как бы обслуживает антиизраильскую, антиамериканскую геополитику? Зачем это делать? Зачем, зная, что эти люди, они
полностью подвержены через вот эти идеологические, там, через всякие пропагандистские вот эту вот среду, они подвержены конкретно тому, чтобы их использовали, зная это все давным-давно всем миром, пора, не надо играть вот это все финансирование, которое туда поступает, которое умудряются все, короче, перенаправить на всякие изготовления оружия, всякие там террористические акции для того, чтобы там копали туннели, да, чтобы всячески гадили, вот это все финансирование, его направить в правильное русло, этих людей где-то устроить. В России можно им автономию построить. Самый хороший выход, самый отличный вариант, это не то, что в арабских странах, а в России построить полностью автономию палестинскую. Огромная территория, просто место девать некуда. Они беспокоятся друг за друга, постоянно поют песни, постоянно там поддерживают. Русские выходят, всякие проводят акции, говорят о своем братстве России русско-палестинском. Ну, самый хороший вариант это у них культура похожа, тоже одинаковая. Уже давным-давно. Кто хочет там в арабскую среду их туда переместить, заплатить арабам. Вот за них, в частности, очень сильно переживают за палестинцев, постоянно за них пекутся иорданцы. Вот иорданцы постоянно помогают палестинцам, очень сильно они их любят и очень сильно, по всей видимости, они их поддерживают. Вот в Иордании можно было бы туда хорошенько профинансировать, чем годами вот это снабжать вот эти всякие террористические акции, там постройка туннелей и так далее, которые потом в итоге все равно все тем собачьим там раскидали. Взять, профинансировать, и пускай в Иордании там арабоязычная среда, они сразу могут там интегрироваться. И все эти люди нормально жили бы, как иорданцы. Нормально воспитывали бы детей, никто бы не погибал там. Просто полный тупизм вот этого цивилизованного мира, который почему-то никак не может остановить это, понимая, да, что там происходит. Взяли, разделили после возвращения там бывшей английской империи, после того, как начали возвращать коренным жителям пустыни, кочевникам этим, их территории взяли вот это вот. С курдами тоже поступили неправильно, там взяли, разделили их территорию, отдали часть Турции, там Сирии, Ираку. Зачем это делать? Потом вот эти конфликты, надо завершать это тоже. И им нужно вернуть там то, что им принадлежит. Палестинцев надо устроить. Просто правильную политику провести, и все, люди не будут страдать после этого. Да, понятно, что это так несколькими словами не решается, но вообще ничего не делается. Вот так просто, чтобы сидели, эти туннели строили годами, все это видят, финансируют этих палестинцев с европейских стран. Там всякие катарские друзья русских, их жамааты какие-то, их там религиозные вот эти вот идеологи там стоят за этим всем. Иранцы там же сзади стоят. Именно вот их режим вот этот исламистский. Все вот это видео берут, вот в это играют. Еще там какие-то акции сейчас поддержки устраивают непонятные.
Давным-давно пора было вот это решить все, и никаких жертв. И зачем этих? Сейчас там вообще невинные страдают. Целые поколения допустили, чтобы взрастили там вот эту среду, да? Зная, что там мелких детей даже воспитывают в духе, как надо убивать евреев там и так далее. Потом это же выстрелит все равно. Потом эти мелкие дети, там, эти же женщины, все же потом страдают. И потом исламисты, и русские, и все ублюдки, которые на этом делают свою геополитику, начинают рубить во всем мире, там мусульман убивают, как будто бы они жалеют там мусульман, как будто кто-то из них, женщин, детей там жалеет. Вон у идеологов четко прописано, что там по хадисам, что там дети, женщины, которые во время нападений там невинные страдают, что это нормально. Они тоже из них. То есть вот эти вот возможность для маневров вот этих спекулянтов, которые спекулируют, ее не надо вообще оставлять. Зачем этим заниматься? Вот непонятно. Давным-давно пора закрыть этот проект. Палестина давно должна была стать внутренним делом Израиля. У меня вот такая позиция. Не из-за того, что палестинский народ, вот эти арабы, не имеют права иметь свое государство. Нет, они имеют право иметь государство, но мы четко же понимаем, что такого там не будет вообще. Что там цель не построить государство, а там цель не дать построить евреям государство. Вот что там какая цель. Поэтому вот этих людей давным-давно пора расселить. Да, нормально жить. Вон, эти самые иорданцы живут, их поддачивают, их подстрекают там, вместе с русскими. Египет их подстрекает. Там Ливан подстрекает их. А сами живут в своих государствах и не дают им даже через границу пройти. Даже организации, которые приезжают туда помочь им гуманитарно, даже их туда не пропускают, ни гуманитарку, ничего не пропускают, но они их подстрекают и потом сидят вот так, как шакалы со стороны смотрят на них. И потом еще начинают спекулировать в ООН и везде, в международных организациях. Вот женщин, детей убивает Израиль. Это не остановится. То есть этому нет конца. Там нужно это закрыть, этот проект, расселить этих людей в России, в арабских странах, чтобы они нормально устроились и жили. İbrahim hava чисто. Выставил. Инца география карта Айша Израиль İran соприкасательства. Yok ya Сирия, Ирак, Байс. Yok. Там несколько сот километров. 1000 kilometre температура. Иран, ну, Израиль мост oldu kayıpın. Şeyler, ya konstitüsya yazan İsrail хили yaşayacak. Значит, мост kayıpın mı? Ak İsrail elçi İran'ı wendiyaşlı güçler Husiç, snabjat biyaş Husiç raket deyat. Husiç sa bekar boşnabat. Sanxen sivilizasiya xlatida. Magomed Vali Yemen ya sivilizasiya. Ну, акумш. Husiç godiyaş raket İran olmuş. Hizballah'ın godiyaş, Hizballah stamba beziter. Hizballah degwe atır bolna. Hizballah çeri madu İsrail prizna vahtiriyor. Hamas prizna vahtiriyor. Da Hamas normal ayar çol ipodzemni tünel ger şumşina. Gaş İran sa ger gılotesa İran İsrail 11 yıl vurmadı.
غاس إيران أدايتنت إسرائيل شيء جرجلوا لي أطيشان بولش بالبايس حاجة سماستو خسيج بو ونو جينا بوشن خسيج هم 2 كيلومتر ولا ونو جينا بوشن 1000 كيلومتر إيران يشون شماستو وشون حزب الله يشون خماس يشون أشوش короче это садятер إسرائيل سمتياتولي إسرائيل لات مدري إستوري آميتي هونيس وتياتشولا هونيس ويش واتخ أحسن صدين دي تولي شهدو تا الأكس وميتولي شون حتى كيتر وات الأكس ما تدين دو حاج شاش متك حياكش بدينا داتي أربعة متك خلايات واي هوردين هتركيتش ياتش ساياتش وتار دد يزك ديش دقتا شون خس يتق نو دو أنا ميرنا نخبه نو يعيد الإيراني هدول خيتي الإيراني بول أدمنا أتخدشون البروبليمش دايرشون مسان وقدشون حزب الله شي متي عطيلون ده سبونسر خير وات حزب الله خماس عطيلشون سبونسر خسيتش عطيربوشون إيران مي مالن كيغواش اس ادي هيلوش خل بيحكموا يتر بيت دي 79 года и бьёхали я понимаю 5 6 10 лет я також атако но когда 40 чем-то лет тем более что историю санхена империя قال أما دو اتكلا يعني إيش داير يوش يوصل يوش ما يحتي خميني يربوهم شات داير ليش يوش سو نيس خيتين سبريدلي وستخليش ما يو هوكا كيو أتوش دو يهر إيراني خوسيتش كيو أتوش أخر سنوخشي بوبوخش يل هرسامش يلا يوش سان إركي أتوش خس خيتش يو إسرائيل وإيران تتوش يل خايل شنو شو يهويو تو إتلامو العيد الخيتر دو تاتيكر إيران شين أتخ اتخلق أن أتخدق لا مولا تقول رئيسة ده شيء محكى بوكش شيء مح باخ يشوش بوكش هر نقطة شيء محكى ريد دايو هوشة سان سجت يش وهاي محكى ريد واتسو وليه حمو هاي محكى ريد هاي محكى سجت يش إت أربي محكواتي يش سان أسبوع هاي تسوي زي هاي محكى بداره لا مزده هاي محكى بيش ولا ها أخده يوروبي هاي أربي محكى زي وحدي هاي ما كان يرزي وحده نقطي واتسو هاي ما تبيزون هاي قوم سجت يا شا ما كان سجت يا شواتسو تسوي سلاو تيجي يرزي وحده ما قلدير داتسو خذ يجي أربي ما كان وحدي هوقته مجبلوخش أربي تيجي يرزي وحدي أي أربي موتبيتي أو لدر نقطي وور وداش حقيقة مدبلها عم يعملوا اليوم منو دبي أحمبوها نقطي ضايع كرمه هون مع نقطي وملتر لدر نقطي وور سوندر بايني إسرائيل وخيتة سدي أترنات يأتوالسون وبيشا غوتا يشوش سار قبيت أتبيت هو تين وجوه نلو تين وجوه وبيجيش يزتسر ديريق بونكر يق هو تشاسد تين وجوه كورتي وجوه بونكر يز بوكش وخير أدى إمبروستين ما يأتسر هو هر بوصل ببو هر بيوخمش بيتسا بشيء إسرائيل شيء محكا عايشوش باتقى هر أربعة يوم هر ملو دودي حدا يحكن سيرني أفريق مال هاي يحكاك إزجتو هو كيتي حيحكن وخو هنالي خزعيو شو يهويو هرش مال متي عايشوش شو ساعة قلقوش لا إسرائيل شيء ما عايشوش باتش وين إستوري خوش ما دوتر إستوري ما ينوي تعبول جارم تعامي أرابسكي إستورياش أمواش أش وأرابسكي أمين كنيك أمينه هو كار أرابسكي تورنش أمواش أشيوش تندل شو نخت خلق شو عيا خيريات ده إيش نخيوش لير يخشو إتقولش يا دات هلو نخيوش دوي لسه От Коран чуа Израиль хахин юк саир цавелlah Коран чуа а Палестинч буй цана хагбин походу исторический получится Палестина это область истории, но тиги народы море тиги хабяхкан буй Палестинч я сейчас могу ошибиться. Второе тысячелетие мятсум, до нашей эры, второе тысячелетие, столетие, как говорю, сиги хабяхкан буй. Хоккер бяхни, этир бяхни, оли эла, уже народы море и Палестинч. هر كان ساعتنا شين يشنا بتشش أربعة بو как те же арабы Алжирия Ливия Марокко برسا وهربايس توش بتش أربعة ده بيجيش شو لا تشتروا مال يجيبتن سيوش
Dünyanın şunu galna şoşun oxşan arştelat. Meldum qoç duaca yerden Egipten tani üç batqış представьте. Anoq habali. وهنت اسمعش تصوت سو سي نوختي دوغلوش نوختي وسو سي دلوش ديك نوختي قومن دا ديناس سو سي تصو ايش شو سبتنا فلسطين شعبالنا شون بالين حقير مش بوكر بيلو دوزل شبون بالينش سو سي محكر ولا فيز محكر سون وغروشكش صاحبو تشيركوچو ياخ سو سي محكر يا قد سبتنا فلسطين شعبال بوك اي حبالينش منشبو ها يغاسكي ثاني واحد يغاسكي هر تير بل هر تير خوات هر بيخم شو سوسي محكا شو إيش محكا ده شو بيتن سمتن فلسطين شبال بوك أخشى تير دوق بزويش شو كده سمتن حامبالين فلسطين تير دوقش والو يشو هر نوخ يبو هر تاجيزري ثاني واحد كايلوش وقع يوش يليليش دوش آلات ياش أتعمل جات أوه يشو هروا يشو تكله أوه ده مت وده تبورش خلاه سون حقيقتي تام بورش وات هيتي تاع تجيم مؤني تلقى موتي قورس وتجيم المؤني تكيتي تاعها العينا يحتويت انت بورش حقيتها ولا تمر ساد دواش غدر بيوتو دواش لاز يتا نوخ شام واحد اللي تمرت ديش يدوك الدنيا هاي غلق وقر وهاي محك وقر وهاي دش داخل واتسو ونداج مجمع سؤالي بخاري سؤالي حديث دري هاري اتونش لدوش يلرقه محكن هم تابيدي عن خيروات إيروات أنا هاي محكن أنا محكن أنا أنت بيزر نحوت فيسك يوك يا أنا أنت شو يا خيروات وده شو هاي محكن بيدي نوز يا هذا فلسطيني إيران هري بوخش إيش تقول باللي يلروق إيش بس دي روقه تقولش يا أجو لي well Palestinović Lila Ruboga. زول خويني تشيبيرو As Esteban weiter. И привив к шешке на цеч дохал бой ва чипировать беш бубай брэш будах бурш и хил маюх чубюх шаеч лилш борсун приход дела чипировать му вич му он уайл сажим мет його гейцертиш эл о чипса поддержки я гейцертиш эл а ты о хачуат чипс эл раз юхшолах герса туеш порция да, лакбарш, хотите цахайк, сьюз бала цахали. Ветеран Хасуду Хайрон, это был и Палестин Шбас, за новый дик мебелёлш, дик жилье хумел, вах еще на болуш, цан бол хлит бол, нохче да тот алап далмадез дал бог, нохче герсен фонд Аймани Кадырова хацадох, ак бол беш бол. Чан горбата по 50 тысяч лбов, те беречка в школе, так опять цевак, учебник бесплатный, у формы питания бесплатный, а ногчигар каждый шаг вправо, шаг влево, аж на что уж аж бух. Маршал Дашук, Матышина его, чё? Да, ну что, мшабер за Израиль. Bu maar voor, al in de Twitter en de markt. Смотри, чувак. Занят версу сажим. Охаса юртарцуа ворма уцанар вуй. Хаса вертурвоса. Угар доктай пилоды глутига после эки. Югаш, айпан чеса, док мёрду, жи мёрду и цахи анса.
Echten Tapelet, echte Tukum, echte Tukum Yukedo. Tapelet, Parchoy Butiga, Joy Butiga. إبراهيم صبر دي 20 minuter. Sök har tejpat nu el, as rätt så tejpat äcke och eller musita mu. No, ist all, что из даже echte вот so Butiga, ашвал, например, Nachtschmacht, wo Tupan Yukedo, уже как бы... Бог, что он وش اختي يقع شيء تيبن شو اتاك تيبن اختي بوخ شلون سخيزان Соном хаза, сök eller различно. Ну ладно, это не суть. А Ну, михутейп, ну что тут сега. ist all is, например, Tupan all, Tavulcho tape, all, she tape, должен считать. إبراهيم Например, تقوم هاردنيز حطيب الملو الخيش اسم سألسون تقوم قانون нет, بغيوت что, سخيا. нет, у некоторых, например, термы, как бы, стеймик дуется, да? Терло это туком, но большинство говорят, что терло лучше, да? Терло это в свое время как бы тейп, разросшийся с туком, да? Ищет ситуацию. Ты точно так же, с чем ты там с эхты, насколько это, я не знаю, сундел, таблчар, дублировать, то есть как тейпа ол и как тукма ол. Ну, все равно это не суть как-то. Сутахамца весна что-то пропустил я здесь. Я хотел просто у него спросить, сега, эхки боцер, шкитейп, да что и сега, их идарса хаттер. Ду, сега, эхи бу, чуш разные тейпнеш буду, чон твой бу, зан твой бу, разные, наш махоевский укабош, веш бу, эхи укабош, веш бу, разные тейпнах, на, бу, просто мы привыкли, просто духах там, эхи, болчухтерду, поэтому и что чеченцы, акинцы бошта, и что да тендерис. Но сейчас все-таки пытаются это в правильное русло переправить чеченцы, ауховцы. То есть акинцы это неправильно будет, а ауховцы это будет более правильно, потому что да, на территории аухов. En son was sawar sikasa yurtar nokch wariz taypa na wardlo wariz. Las bo wardlo buqa khasa yurta tiga eqi bat shabirsh bat der bo eqi bo tilqish taypa shmadu gunway boiler tu tiga eqi. Сутаха тейпен милуэл, шон сахаза эхки бо, шу эхки шу бохш дука разные ярым тейпнаш ду жегой бу, шенрой бу, хемилали. Ну дуку бах парчхай бу Ибраим Смайлер, дуку башон дегца бо бериш. En son bosh bol eqi ush saymashkal barq taypan imina eqi bu oi taypan ish eqi bu lirq sarshash saymashkal barqush maslan bu wasayt. Ну, с этой по нахбу шейла аж ногтиша. Das держен духой, це соно. Ибраим иша аух примерно мялёк кырюз. Из ногчичуна хаттуяхч урду из ногчичун хакияттуй. Из окон анонимных хакиес он биографический вопрос тигр. Собой заявляется. Соно точно квадратный километр шугиц. Например, муалиас. Дик yok мети геминс именно и auch парчхой метгиш так линна улиш разные метк шухиш линна холра дик це дорсо нохче. Короче, иш жимете гятсизм.
Сон хату говорю, алхиеты разные или поздно, тига был ночи буй, царь консолидироваться, один тхонох чудут он схеле эл, тажим жимал, жим жимал. Да, консолидироваться, да, да, свои просто творческие отношения, когда мы будем с ними выстраивать, да, когда мы привлечем их к ответственности, когда мы разграничим вот это все дело, на этот момент исторически недавно, там далеко куда-то в каменный век нам уходить не надо. Эта тема долгосрочная какая-то тема, она очень щепетильная. То, что мы знаем, да, то, что даже в наших домах наших соотечественников там проживают какие-то чуваки, которые позалезли туда. То есть вот эти территории, которые с недавнего времени приписали как бы Русне, Дагестан. Вот это уже тема, которая с русскими надо будет решить, обсудить и аккуратно. Люди, это не говорится о том, что дагестанцы не должны проживать на нашей территории, но им нужно делать будет выбор. Либо они граждане Чеченской Республики Ичкерия, которые будут соблюдать полностью законы, конституцию государства, либо они, как бы, если не хотят, аккуратно должны будут переселены в Россию. И русские должны будут предоставить им там жилье, так как они их взяли туда, в наши дома, понасажали, они должны им альтернативу предоставить, вернуть их назад на свои территории и дать им там участки, там колышки, чтобы они вбивали там по 10 штук, если хотят. Вот так вот надо будет это дело решать. А те, кто останутся, те, кто хочет, выбирают наше гражданство, тоже, конечно, они должны будут пройти там курсы какие-то, да, язык выучить хотя бы какой-то А2 курс, да, там чеченский язык, историю чеченскую и тоже как бы присягу дать государству, что они будут верны государству, клятву делать. И все, они такие же граждане, как и мы, хоть они русские, хоть они дагестанцы, там, хоть они какой бы национальности не были. Тем. Что, Все вопрос Хабирионс был. Азерия, все, слушал, конечно. Дал Хабирионс. Да, я потом заехали на нее, ответ он стрелял. Потом начал тоже, не отвечал. Så Butch var Butch Хабион. Он, по-моему, Я думаю, думаю, боялся сказать. Я думаю, что думаю. И прям да, мы были. И что штук у нас, мы вообще не должны враждовать ни с дагестанцами, ни с кем. Дагестанцы, наши соседи, когда они дорастут, дагестанцы, имеется в виду 30 с лишним народов, которые отличаются там друг от друга, которые свои какие-то культурные корни имеют, языковые там разногласия. Эти 30 с чем-то народов, если дорастут там среди них народы, которые попытаются сделать либо какую-то конфедерацию дагестанскую, либо сами как бы отдельно свои какие-то территории будут рассматривать вне Русни, это тоже нормально, это в будущем наши соседи. И тоже их можно будет поддержать всячески. Там, я не знаю, мысленно, информационно, как угодно. Несмотря на то, что нас никто не поддержал, не поддерживает, но вот мы можем как бы поддержать.
имеется в виду не вот так вот идеологически вот этими, как нас затащили в Дагестан, чтобы наше государство полностью захватить военную какую-то военщину. Не так. А вот гуманитарно, если надо, там информационно предоставить условия, площадку. Где-то, если у нас будут трибуны, их с этих трибун поддерживать. В таком плане общая там кавказская солидарность у нас должна быть. Но никак мы не можем рисковать собственным государством не в чьих интересах. Абсолютно. Это не наша тема. Вообще, Акар Лилендол, он дует, а берегом не ждать. Там, детский садик лил, что бер дать. О, щекам подставить, бер. Короче, любой цана Сирии, чухах, бел цана Приднестровье, чухах, бел цана. Но хуй Карабахе, чухах, куши. Дагестане, чухах, куши. А берегом не ждать. Султаю, раз, солития, шикюктуры. Отметьте чухахкал, юх Ирайской республики Хабахкин, вайкон манта, и насилие латош. Ша Давид Дагват официально заявляет, доказ дайялхум юказ. Ша тия шикюктуан, я дайган фум цаэльчишта, адам дуэл. Из-за эл ища царцу. Я мертво мауис, то есть люди, которые навлекли на все государство, на всю нацию вот эту трагедию. И по сей день наш народ, который страдает из-за их действий. Как назвать этих людей, которые разбежались, как суслики по дыркам где-то, сидят там по Европам, по Западу, там, по Турциям где-то. А что Бахкин, Раска? У нас джихад сюда-сюда, иншаллах, сады нас ждут на этих темах. Дагестанцы, наши мусульмане, братья, там надо им исламское государство установить. Какой вообще, как можно определить вот этих людей? Тунамца, которые пошли на чужую куда-то территорию, завлекли оттуда, взяли к нам вот эту всю военщину русскую, лишили нас государства нашего, государственности. Я не о тех, кто погиб потом. То есть остался верным своему делу и прошел этот путь достойно, да, там, хоть их обманули, хоть что, но они верны своему делу, они прошли этот путь. Я о тех, кто как сусликах, которые затянули вот это вот все этот наш народ, и сейчас как суслики устанавливают какие-то мысленно в интернете, во всех дырках, халифаты, продолжают дальше подстрекать наше общество к эскалации. Как вот определить вот эту среду? Я не знаю. Как самое такое мягко, нежно, как их можно обозначить? И самое плохое, что они не просто там какие-то идеи негативного характера среди молодежи распространяют, они нас представляют, они за нас всех говорят перед остальными людьми, аусол, мажуашлилё, мы ненавидим евреев, мы там против кафиров, мы вот за шариат, имейте это в виду, Бог царь. И эта грязь размазывается по всем. Это тоже проблема. غير палестинский лидер Саат Мажитан. Шави Юахте Урсаку, кстати.
Палестинцы, насильники, убийцы там женщин, детей, по факту намного выглядят почему-то, догадайтесь сами, почему выглядят намного симпатичнее вообще в глазах мировой общественности, чем мы, которые там полностью по всем демократическим вот этим начинаниям, полностью в рамках международного права. Так красиво начали и к чему мы пришли в итоге. Ибраим, масла, вот Буданов с Динагуин, штук. И дома Динни аса каким-то образом является ли преступление Буданова оправданием моего преступления? Закон шариат нормально. Глаз за глаз. Подожди, ты имеешь в виду за действие Буданова отместку ему, если он по 4.24 кого-то изнасиловал, то имеешь ли ты право по такому же методу изнасиловать Да, его в ответ? семьях, особо изнасиловать. И там Тесла, Люхакс, Ол, полиция Хаячи, Адол, Палца Бюч, Буданови, Юаются изнасиловать. Буданов, Сдинек, Цахай, Шунал, Бюхумю. Типа, Цинабана, Чулру, Шинцев, Олкаш. Да, Да, если мы смотрим с точки зрения идеологии исламских, С точки то зрения идеологии ислама Буданов даже не должен насиловать из да, моего народа кого-то. Просто он, это я знаю. да. А с точки зрения чеченской морали, нет, ты не имеешь права уподобляться насильнику. Если он совершил эти действия, то ты чисто его привлекаешь к ответственности. Вот. Агент Ивей и Меймал, что и тупороги, безмозглые вот эти обезьянш. Царь гудует. Байна, да, царь не разбомбили, газу, что святой был босс, но царь Хунды нахуй фестиваль, чубяхка, насиловать. А до этого царя бина насиловать. Они у меня тоже воровали, убивали, насиловали. Да, Одно и именно вот преступление не эта может вот являться риторика, оправданием другого преступления. именно вот эта риторика, она полностью, когда ее слышит цивилизованное общество, которое даже критикует Израиль за Палестину, которое пытается там всякие гуманитарные акции проводить. Когда они от вот этих обезьян слышат это, они полностью от них не то что абстрагируются, а сразу записывают в черный список вот этих. Но в нашей среде вот эти вербовщики, вот эти пропагандисты, они на этом спекулируют, показывают. Вон, видите, вот эти международные институты, включая Грета Тунбергов и так далее, они, видите, тоже же заступаются. Мы вот тоже заступаемся. То есть они обманывают вот этих полезных идиотов на этой теме. И те начинают открыто потом. Они им это сделали, они им это. И тут получается так, что в глазах мировой общественности полностью мы опускаемся на уровень ниже плинтуса. Абсолютно с нашей нормальной, вроде бы адекватной культурой, с нашим адекватным самобытом мы вот из-за этих приемов аккуратно выглядим вот такими вот хуже палестинцев, насильников в глазах мировой общественности. И они намного симпатичнее нас выглядят в глазах этой же мировой общественности. Поэтому о них там где-то в международных институтах говорят, так как среди них есть там меняемые какие-то люди по отношению с нашими, потому что это полная невменяемость, когда ты говоришь, а это так сделали, они в ответ им сделали. Так, у нас время эфира.